Это просто только информация об издании. Не-не-не, так не надо. Извините, Ирина Николаевна, я не поняла. Если у вас доклад называется «Краеведческая деятельность Курганской областной библиотеки», и вдруг вы начинаете говорить о фондах редких книг, которые никакого отношения порой к краеведческой деятельности не имеют. Вообще редкие книги. Зачем нужно было, тем более, зачем нужно было включать совершенно другой вопрос, который не отвечает повестке сегодняшнего нашего заседания? Извините, спасибо. Ну вот, как есть, так есть. Так, кто-то еще хочет спросить, сказать? Нет, это нормально. Дело в том, что я в самом начале проговариваю ту проблему, то, о чем я буду говорить. А краеведческая деятельность, она масштабна, там очень много. Я остановлюсь. Краеведческие редкие издания. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо, Ирина Николаевна. Спасибо за вопросы. Это наши традиции, у нас жестко. Спасибо. Статистические показатели отдела краеведения в поисках справедливых KPI. Маргарита Бедросовна-Мартиросова, Донская публичная библиотека. Да. Уважаемые коллеги, прошу не судить строго. Это не решение проблемы, не перечисление показателей. Это, в общем, размышления на тему. Цели и задачи. Можно первый слайд? Да, здесь. Вот. А подправить можно формат? Цели и задачи перед библиотеками ставят заинтересованные стороны – сообщество, пользователи или власть. Цели различаются в зависимости от стратегической функции библиотеки и ожиданий пользователей. Если библиотека добивается своих целей, то пользователи библиотеки и сообщество, которое она обслуживает, сочтут ее полезной. Достижение желаемых результатов происходит через стратегическое управление целями. Процессы стратегического планирования обеспечивают ключевые показатели эффективности. Дальше. По определению ключевые показатели эффективности или KPI – показатели деятельности подразделения, которые помогают организации в достижении стратегических и тактических целей. Использование ключевых показателей дает организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации стратегии. Истоки современного понимания KPI лежат в трудах американского ученого и теоретика менеджмента Питера Друкера. И за последние 20-30 лет KPI получили широкое применение в сфере бизнеса, но уже и не только. Дальше. В практику работы библиотек показатели эффективности вошли в 2013 году в связи с внедрением программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Дальше. В приказе Министерства культуры РФ от 28 июня 2013 года приведен примерный перечень показателей эффективности деятельности, и в частности для общедоступных публичных библиотек. Дальше. А также показатели эффективности деятельности, применимые ко всем видам государственных муниципальных учреждений, их руководителям и основным категориям работников. Взяв за основу примерный перечень, библиотеки разрабатывают собственные плановые показатели оценки результативности, эффективности и качества деятельности структурных подразделений. На плановых показателях завязана и оценка деятельности библиотеки в целом, и подразделения, и конкретного сотрудника. Дальше. Отдел краеведения отвечает за первичный учет, лежащий в основе государственной статистической отчетности. Мы должны обеспечить достоверные статистические показатели и предоставить надзорным органам инструменты для их проверки. Инспектор вправе засомневаться в наших отчетах на любом этапе. Например, поэтому делать скриншоты любых данных, заносимых в отчетные формы, становится уже гигиенической привычкой. Бывают и случаи перегибов на местах. Например, в одной центральной библиотеке проверяющий запросил распечатку таких ежедневных скриншотов за полгода. Собирая все больше данных, мы стараемся делать это кропотливо и ответственно. Тем временем затраты на измерения уже превышают приносимую пользу и отвлекают от действительно важных вещей. Дальше.
Для расчета заработной платы сотрудников создается отчет по эффективности и результативности отдела. Например, за первое полугодие 2019 года он включает 114 основных показателей на 13 сотрудников. Конечно, не все они уникальны, но для каждого сотрудника, как вы знаете, просчитаны на основе межотраслевых норм и запланированы индивидуально. Наивный вопрос. Кто-то верит в то, что можно до минуты распланировать 8-часовой день библиографа, основу труда которого составляют творчество, инициатива и самообразование? Ответа не требует. Когда показатели результативности используются как основа для вознаграждения или взыскания, неизбежно возникает игра с цифрами. Дальше. Реальной проблемой, решение которой могло бы повлиять на эффективность труда, является полная автоматизация учета, где ключевое слово «полная». Терминалы, сканеры штрих-кода, счетчики посещаемости и прочие наши техсредства пока еще не могут полностью заменить собой листок учета ежедневной статистики. Он как лежал на кафедре выдачи 100 лет назад, наверное, так и сейчас лежит. Дальше. И измерение показателей с помощью компьютера – это только половина дела. На повестке дня вопрос интеграции данных из различных источников, единые учетные формы и автоматический их сбор. Рассмотрим проблему уже номер 2 на примере справочного обслуживания удаленных пользователей отдела краеведения. Ежемесячный отчет составляется на основе 15 каналов коммуникации с удаленными пользователями. В полном соответствии с идеями концепции библиотеки 2.0 мы там, где наши читатели. Перенаправление запроса на другую службу или способ коммуникации происходит только в крайнем случае. Например, поэтому мы взяли на себя функции ИДД, когда речь идет о подсобном фонде отдела. На первый взгляд все хорошо. Растет и востребованность услуги, и удовлетворенность пользователей уровнем обслуживания, а сотрудники результатами своей работы. Но разумно ли использовать 15 каналов коммуникации в условиях ручного учета? Современный маркетинг предлагает решение проблемы с помощью CRM-системы. Дальше, пожалуйста. По определению это система управления взаимоотношениями с клиентами. С одной стороны, прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегии взаимодействия с клиентами, и с другой стороны, это сама модель взаимодействия, основанная на теории, что центром всей философии бизнеса является клиент. А главными направлениями деятельности компании – меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, что, в общем, мы можем применить и на себя. Дальше, пожалуйста. Познакомившись с представленным на рынке программным обеспечением, можно сделать выводы о функционале и основных задачах, которые решает CRM-система, если применить ее в библиотеке. Первое, наверное, может быть самое главное – контроль над каналами коммуникации с пользователями и партнерами. Все звонки, письма, чаты на сайте и в соцсетях сохраняются в единой системе. Второе – взаимодействие с пользователями платных услуг. Актуальные шаблоны договоров, счетов, другие документы всегда под рукой. Третье – обмен информацией между подразделениями и сотрудниками. Например, подать заявку, переслать запрос и так далее. Управление поручениями от администрации и внутри подразделения. Планирование и контроль действий сотрудников, координация работы во времени, система напоминаний. Автоматизация последовательности работ, например, при обработке запроса. Шестое – получение аналитических отчетов, мониторинг KPI сотрудников и отделов. И вся рабочая информация собирается в одной общей базе, в стандартизированном виде, откуда ее можно извлечь в любой момент. И, наконец, накопление знаний организации и управления ими о пользователях, партнерах, ресурсах и услугах. Все библиотеки, использующие автоматизированные библиотечные информационные системы, на сегодняшний день ведут в этих же системах и базы данных локальных пользователей. С точки зрения маркетинга было бы рационально вести единую базу данных и локальных, и удаленных пользователей. Возможно, такие примеры есть, просто мне они неизвестны. Дальше, пожалуйста. Дальше. Под номером 3 обозначим проблему мер и весов. Пример ситуации, случившейся, например, с нашей библиотекой, согласно годовому отчету,
оказалось, что некая библиотека значительно меньше нас сдала статистику посещений сайта, превышающую наши данные. И этот факт, конечно, вызвал вопросы у Министерства культуры области и вполне законные. Тогда мы с помощью открытых служб веб-аналитики, их на сегодняшний день достаточно много, провели сравнительный анализ сайтов, который показал истинную картину посещаемости. И таким образом были опровергнуты результаты завышенной статистики. Дальше, пожалуйста. Ну вот очевидное резюме. Если только использование единой методики подсчета дает достаточно достоверные или хотя бы сравнимые между собой данные. И этот маленький пример далеко не исчерпывает собой множество проблем с измеряемостью показателей. Дальше, пожалуйста. Большинство показателей, приведенных в приказе Министерства культуры РФ, сложно назвать показателями эффективности. Количество справок пользователей, посещений, поступлений, записей, оцифрованных документов и так далее скорее отражают загруженность библиотеки и востребованность ее ресурсов и услуг. А удовлетворенность граждан уровнем обслуживания является показателем качества, но опять же не эффективности. Происходит некоторая путаница понятий. По определению эффективность – соотношение между достигнутым результатом и использованными при этом ресурсами. И если упростить, то главная задача библиотеки – рост количественных показателей при той же материальной базе. Пожалуйста, дальше. Ну вот я думаю, что многие помнят эту картинку из старого мультфильма по басне Сергея Михалкова. Вот. Думаю, что эта картинка, да, и этот мультфильм иллюстрирует ситуацию. Так называемый эффект 7 шапок особенно ярко наблюдается в нашей с вами массовой работе, где в погоне за количеством обеспечить должное качество просто не представляется возможным. При этом учет массовых мероприятий может вестись идеально, строго по предписанному протоколу и всем его 10 пунктам. И мы попадаем в одну из ловушек количественных показателей, получаем превратное представление о результатах своей работы, которое выглядит обоснованным, а на самом деле вводит в заблуждение. Дальше, пожалуйста. Ключевые показатели эффективности или KPI, напротив, это индикаторы достижения целей библиотеки. В самом общем виде цель библиотеки сформулирована в ее миссии, в ценностях, которые она несет обществу, и влиянии, которое она на него оказывает. Влияние библиотеки очень трудно доказуемый показатель. Фактический результат может даже не осознаваться пользователями или сообществом, и они могут не связывать текущую ситуацию с последствиями использования библиотеки. Дальше, пожалуйста. Ну, попробуем себе представить, основываясь на своем опыте и знаниях, каковы ожидаемые результаты использования публичной библиотеки в местном сообществе. Это может быть социальная сплоченность, означающая доверие, добрососедство, объединение по интересам и для реализации общественно значимых целей, гражданское участие. Или идентичность сообщества через краеведение, генеалогию, коллективную память, общие ценности, патриотизм. Немаловажно благосостояние сообщества через развитие туризма и местных производств. И, наконец, самореализация личности в исследовательской или другой поисковой работе, в волонтерстве. Любой из перечисленных результатов, и они только ориентировочные, будет иметь несколько уровней сложности, и их оценка не обойдется без трудностей. Дальше, пожалуйста. Например, при обсуждении роли библиотеки в достижении социальной сплоченности возникает понятие генерации и обмена социального капитала, причем даже не предпринимая специальных усилий, просто, будучи одновременно и пространством для встреч, и местом, где предоставляются общественные услуги, библиотека вносит существенный вклад в формирование социального капитала в местном сообществе. Основа социального капитала – доверие и социальные связи, способные конвертироваться в полезный ресурс. И быть краеведом в библиотеке означает прежде всего быть в центре круга доверия местного сообщества. В наших руках сотни нитей сплетения интересов самых разных людей. И роль эксперта в краеведении и модератора социальных связей позволяет быть полезными и направлять данный нам ресурс доверия на пользу людям и решение их проблем. С появлением интернета вырос только масштаб
нашей работы. Дальше. Измерить и продемонстрировать ощутимые результаты, такие как создание социального капитала, достаточно сложно. Да? Попробуйте измерить доверие. Это одна из причин, почему библиотеки традиционно демонстрируют свое влияние и ценность с помощью индикаторов использования и качества, и даже не пытаются подтвердить результаты влияния. Нет необходимости размышлять над тем, плохи ли наши показатели или хороши, справедливы или нет. Если использовать учет только как инструмент, позволяющий оценить текущее состояние и наметить движение вперед, тогда действительно, чем больше контрольных точек, тем точнее замер и качественнее материал для анализа и исследовательской работы. Но мы живем в век тотальной отчетности, означающей демонстрацию успехов с помощью стандартных показателей. Создается впечатление, что значение имеет только то, что можно подсчитать. И тогда показатели становятся оружием, и судьба библиотек зависит от воли того, в чьих руках оно оказалось. Спасибо за внимание. Походить с микрофоном, ничего не могу сделать. Кто хотел бы прокомментировать, спросить, возразить? Добрый день, Ларионов Александр Дмитриевич, Республика Карелия. Складывается ощущение от вашего доклада, что это некий порочный круг такой. Вот вы как видите выход из этой проблемы? Может быть, не знаю, вообще отменить количественные показатели или же как-то это все модернизировать можно? Вот такой вопрос. Вот то, что я хотела сказать по этому поводу, я вот сказала. Решения, вот решения глобального, я не могу сказать, что оно существует на сегодняшний день или у меня оно есть. Спасибо это большое. в данном случае как раз размышления на эту тему. Спасибо. Еще коллеги? А вот, Аня. Ань, нет, только микрофон. Сейчас. Нина Семеновна, кто хулиганит? Ну? То проблемное поле, которое мы получили для подготовки наших сообщений, да, там было очень много тем. Почему вы взяли именно это? Вот вам захотелось именно по этой теме высказаться? Да. Мне просто очень любопытно. Наболело, видимо. Конечно. Последние 5 лет вот этой гонки непонятной, вообще с какими целями, с какими результатами. При этом еще умудряемся работать и давать действительно объем, содержание, в общем-то, но я бы сказала, ощущение себя в этом круге порочном, как было сказано, оно очень болезненное. И хочется просто об этом хотя бы говорить и делиться, и вообще знать, что ты не один, хотя бы. Я думаю, что мы на своем месте просто работаем. К нам спускаются задания, цели, задачи и так далее. Мы стараемся совместить нашу профессиональную совесть и здравый смысл с тем, с чем приходится иметь дело. Удается, но очень болезненно, опять же. Рит, а можно вот так поставить вопрос? Мне кажется, что есть две проблемы, и они разные. Проблема вот этой безумно трудоемкой, огромной и, с нашей точки зрения, совершенно неэффективной ни с какой точки зрения статистики, да? И тут вот то, что вы говорили о том, что можно как-то автоматизировать вот эти задачки. Просто здесь почему вообще возникла идея, не идея, это не особенно, это никакое не решение. В общем, просто мы, как всегда, делаем все наполовину. Раз уж мы взялись автоматизировать, мы должны уже сделать это до конца. Раз уж мы взялись за KPI, что делать? Да? Действительно внедряется полным ходом, все это абсолютно всерьез. От этого зависит зарплата сотрудников, все очень серьезно. Но при этом отношения к этому нет, то есть обеспечения недостаточно. А вот именно если идти уже по этому пути до конца, то тогда нужно внедрять такие системы, как CRM, например. Пригара Наталья Александровна, областная библиотека, город Южно-Сахалинск. Я не очень поняла по поводу ручного учета статистического.
Я говорю о том, что мы все показатели, точнее не все показатели, не все цифры, которые мы получаем, например, из одного места. Во-первых, у нас десятки источников этих цифр. Плюс еще что-то у нас остается, ручной учет, его что, не существует? Раз, два, три, При 4, 5, наличии сколько автоматизированной здесь людей и так далее. книговыдачи, учета справок и так далее, в принципе, точковать не нужно. Но если у вас все решено, То я есть, ничего если не этого могу нет, ну, сказать. тогда я поняла. же говорю на своем Да. опыте. И еще вот один момент вы сказали, я с вами согласна, что множественные количественные показатели, ну, кроме раздражения, мягко говоря, ничего не вызывают. Вы сказали, что 114 показателей определения эффективности работы библиотеки. А утвержден ли у вас... Утвержден ли у вас единый показатель для библиотеки? Вот, Конечно. да? Посещения А что? Посещение, являются да. Ну вот, к госзаданием, сожалению, конечно. у нас тут последние 2-3 года тоже для всех учреждений культуры, ну это отсюда Не идет знаю, массовка, трудно сказать, естественно. это хорошо, плохо. Волобоева Елена Николаевна, Новосибирская, область Новосибирская. Я вообще хочу сказать большое спасибо за доклад, потому что этот доклад смотрит в будущее. Помните, мы только недавно говорили о маркетинг в библиотеках, менеджмент в библиотеках, а теперь мы затронули такую важную составляющую, как показатель эффективности и качества, KPI. И если сейчас в кадрах и в бизнесе это уже давным-давно внедрено и работает, то в библиотеках, скорее всего, это вот первый звоночек, что ли, вот этот доклад, который сегодня прозвучал. И я думаю, он смотрит в будущее и будет воплощаться в реальности дальше. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. И еще противоречие в том, что KPI есть, а вот средства для того, чтобы их эффективно считать, нету. Вот есть вот это вот противоречие, оно самое острое получается на сегодняшний день. Ну, Коллеги, я забыла сказать одну вещь, как-то волновалась, вот открывая. У нас есть еще одна вещь, скажу сейчас. Мы в конце семинара всегда решаем, какие темы мы берем на следующий семинар и вообще считаем актуальными. Я вам сейчас, да, поэтому накапливайте мысли. Я хочу вас сейчас спросить, не кажется ли вам, что нам эту тему надо выдвинуть вперед, да, и попробовать ее разработать во всех аспектах? Потому что там ведь, между прочим, мы сейчас не говорим, да, а там есть проблема, как это сказать, смысловой нагрузки показателей. Рита замечательно сказала про то, как мы продвигаемся к цели, да, что мы значим в местном сообществе. Я сидела и шерсть дыбом немножко встала, потому что там есть показатели, которые мы не можем определить, потому что много факторов. Мы не знаем, в какой степени библиотека влияет на благосостояние, да, а в какой степени, я не знаю, там состояние водопровода или что-то еще, да, или злой начальник. Тут это разрабатывать надо. Хотим ли мы, вот подумайте, эту тему взять, включить в число каких-то ключевых на следующий, на ближайший период? Вот, думайте и давайте вот заложим. А так, ну, я хочу сказать, что доклады Маргариты Бедросовны каждый раз смотрят в будущее. Каждый раз после этого мы начинаем додумывать. Я точно буду перечитывать, потому что это всегда на подумать. Спасибо. Что у нас там дальше? Следующая тема. Ходов Сергей Борисович, заведующий научно-издательским центром Центральной городской библиотеки Маяковского, Санкт-Петербург. По чебоксарскому счету, как сделать наши книжки более удобные для читателей. Как вам удобно? Ну, мы сегодня выслушали уже довольно много говорливых мужчин. Я буду мужчиной крайне молчаливым. Я скажу «здравствуйте», а дальше кто-нибудь из президиума будет просто говорить дальше. И, в общем, на этом доклад закончен. Дальше. Всем видно или не всем? Ничего себе.
Таких докладов у нас еще не было. Давайте дальше. Нет, а вот это нет. Ну, как барьеру. И раз озвучивать. Нечего. Нечего тут. Отдайте тогда тут. Да, конечно. Ничего себе. Хорошо. Виктор Шкловский, 1928 год. Давайте сначала, правда? А там вам не поможет. Поехали. Ну хорошо, сначала. По чебоксарскому счету. Дальше. Есть ли разница между двумя этими заставками? Если лично вы ее не видите, или она несущественна, можно минут 10 вздремнуть. Именно таким незаметным мелочам и посвящен мой доклад. А чтобы не будить лишний раз, я постараюсь молчать, но, видите, вы меня вынуждаете. Книги ведь тоже молчат. Только безмолвные картинки приятных снов. На вопросы отвечу. Дальше. Гамбургский счет – чрезвычайно важное понятие. Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера. Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах. Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы борцов, чтобы не исхалтуриться. Гамбургский счет необходим в литературе. Мне удалось найти неизвестную рецензию. Полагаю, что в Гамбург для этого ехать не обязательно. Нас и в чебоксарском трактире неплохо кормят. Ну вот, собственно, заставка. Дальше. Книжонка превращается в книгу, когда ее начинают перечитывать. Уважайте своего перечитателя. Не отдавайте невежам пространство между форзацем и нахзацем. Думайте о каждом колонтитуле и шмуцтитуле. А с переплетом пусть они поступают, как хотят. Книжка, которая стала лучшей в номинации «Истории края», Василий Макарович Шукшин, библиографический указатель. Ну, можно вернуться немножко назад еще. Я просто, если не видно, если видно, я не буду читать. Читайте, Сергей Борисович. Значит, мне хотелось посмотреть на опыт нашего победителя. И лично я, когда Надежда Михайловна меня спрашивала, я тоже проголосовал за эту книгу. Но сейчас я буду говорить не о ее достоинствах, а о недостатках. А почему? Потому что она делалась в спешке, как мне сказали. И чтобы 5-е издание получилось лучше, чем 4-е, надо внимательно посмотреть на 4-е. Ну что там в вашей жизни? 10 лет и привет. Значит, к тому же я посмотрел почти все книжки, которые прислали на конкурс. И те ошибки, которые я буду показывать на примере этой несчастной книги, они присутствуют почти в каждом издании. Дальше. Значит, мы видим, что книжка издана в Барнауле. На самом деле это не так. Даже через 1000 лет она будет кемеровской, и только кемеровской. Почему? Потому что Алтайская библиотека не купила себе свой ISBN. Значит, это очень важный момент, потому что, значит, как мы все знаем, библиотека не может сама напрямую заплатить как бы типографии, всегда обязательно конкурсные процедуры, и каждый раз выигрывает какой-нибудь новый человек, и, условно говоря, библиотека вынуждена издавать свои личные книжки под совершенно разными именами, как их потом искать, совершенно непонятно. Значит, чужой номер превращает вашу книгу в чужую книгу. Дальше. Значит, как ни странно, самая важная страница в книжке, ну, одна из самых важных, это оборот титула. Потому что на него существуют строгие-престрогие правила. Значит, там все выверено, как видите, в доли миллиметров.
Значит, именно по этому листочку опытный человек может сразу понять, верстал хороший человек или дизайнер. Дальше. Вот что представляет из себя оборот титула Шукшина. Значит, по миллиметрам вроде бы уложились, но ISBN вообще вылетел за поля каталожной карточки. Ну и там разные отступы, разные циферки не на месте. Казалось бы, ну, в общем, это ерунда, но для специалистов это более-менее показатель. Дальше. Дальше, пожалуйста. Значит, здесь показан правильный оборот титула. Как видим, ISBN настолько важен, что он по ГОСТу дублируется аж в 2 местах. Значит, туда же в библиографическое описание непременно нужно включать редакционный совет, потому что иногда до как бы будущего читателя, как ни странно, доходит только макет каталожной карточки. Сейчас это уже все реже и реже, но тем не менее. Значит, там приведены ссылки на издания, где все это можно почитать, посмотреть. Ну и, собственно, если кому-то этот вопрос важен, просто можно эту презентацию себе будет скачать. И дальше. Значит, вот тут важный момент. Значит, я всю жизнь, а книжки я издаю уже больше 30 лет, выступал, в общем-то, за то, чтобы содержание было в конце. Ну, как-то с детства привык, но сейчас приходится пересматривать эту позицию, потому что книжка, помимо бумаги, существует еще и на экране. А на экране надо сделать так, чтобы читателю сразу было понятно, с чем он имеет дело. Ну, в каком-то смысле мы вернулись по спирали, в общем-то, к свиткам. То есть мы загружаем электронную книгу, как очень длинный свиток, и, собственно, ну, для того, чтобы хоть как-то ориентироваться в его структуре, надо, чтобы вначале была какая-то подсказка. Поэтому на будущее вот я бы советовал всегда перемещать оглавление или содержание, как вы его там называете, непременно в начало файла. Дальше. Хорошая верстка подобна гладко струганной лавке за обеденным столом. Ничто не отвлекает от приятной девы по соседству. Даже изысканное вино доставляет меньше удовольствия, если сидишь с занозой в заднице на творении криворукого столяра. Я пробовал. Из письма подмастерья. Дальше. Верстка должна быть незаметной. Значит, вот это странное слово «авикасуя» обозначает все буквы, которые употребляются в русском языке поодиночке. Там есть и союзы, и предлоги, и местоимения. И вот все эти вещи не должны, в общем-то, находиться у нас на правом краю верстки. Ну и по возможности надо избегать переносов в закавыченных словах и в каких-нибудь странных словах. Почему такие правила? Да, в общем-то, можете их нарушать, но только книжку читать становится неудобно. Поэтому, если вам и так комфортно, можно ничего этого не делать. Дальше. Значит, в русском языке есть 3 важных черточки.
из которых в Шукшине я нашел только 2. Там дефис и среднее тире. Про длинное тире они немножко забыли. А между тем, как бы у нас и по биоглиографическому ГОСТу, господи, там должно стоять именно длинное тире, и именно с пробелами и все такое. Ну и по возможности, это тоже как бы делается только из удобства для читателя. Мы не отрываем числительное от того, чего они там числят, и не рвем числовые интервалы. Дальше. Ну вот, даже с неправильными тире надо обращаться аккуратно. Потому что мы частенько даже в Word оформляем разного рода списки и используем именно тире, ну не говоря уже об оформленных диалогах. Дальше. Ну, это в чистом виде беда верстальщика. То есть, когда одинокая строка где-то бродит сверху или снизу, ничего хорошего из этого не получается. Дальше. Когда у нас висячая строка слева, а это вот особенно во втором, в нижнем случае, да, то есть смотрите, абзацный отступ там, допустим, 5 мм, а яс висит примерно на 2. То есть когда строка короче, чем абзацный отступ, причем намного, это совсем неудобно. То есть зрительно включены все произведения Шукшина, прилепляются к нижней записи. Дальше. Ничуть не лучше обстоит дело, когда строки совсем полные. Потому что происходит тоже слияние записи зрительной. А если бы не было номеров, то мы бы заметили это еще лучше. Дальше. С полосы на полосу ничего я не несу. Значит, в левом примере верстальщик-рецидивист усугубляет висючую строку ненужным переносом. Ну, а в правом уже совсем нехорошо, потому что слово уходит на соседний разворот. Ну, строго говоря, вот существует масса приемов, как постараться не рвать записи. Когда они действительно большие, там на 15 строк, ну, я понимаю. А когда 3-4 строки, ну, есть масса приемов, как этого избежать. Дальше. Если мы в этом указателе ссылаемся на номера, то хорошо бы их видеть. То есть как только мы делаем обратный абзацный отступ, номера становятся видны. А в верхнем примере не очень. Значит, ну и это просто как бы совет. Обычно, когда человек начинает верстать, ему в руки попадаются всякие тенюшечки, всякие курсивчики, всякие приемы выделения. Лучше вовремя бить себя по рукам и стараться следовать классической верстке. Потому что, в общем-то, курсив – это когда люди кричат. Вот как там люди кричали на сцене про покой в 5 микрофонов. Вот это курсив. Значит, если это кричать целыми блоками, то будет плохо. Но здесь аннотации короткие, а вот книжка про Камчатку, про Камчатскую библиотеку, она загублена именно вот неумеренным употреблением курсивов. То есть там получилось красивенько, но прочитать ничего нельзя. Дальше. Значит, чтобы было хорошо, надо бы добавить отступов между записями.
Но книжка получилась и так толстая, 640 страниц. А где нам взять место? Дальше. Вот именной указатель сверстан там почти на 100 страниц. При этом правая сторона полосы почти всегда остается пустой. Если бы мы сверстали в 2 колонки, ну я прикинул там, вот получилась бы экономия в 44 полосы. И можно было бы добавить красивеньких отступов между абзацами. Дальше. Но это уже случай не совсем из верстки, это уже из работы редактора. То есть там в указателе сначала идет кириллица, потом еще одна кириллица, а потом латиница. А, собственно, почему? Непонятно, потому что в своей практике я такого вообще не встречал. Вот в латинице, даже в этом указателе, диакритические знаки никого не пугают. Дальше. Значит, указатель заглавий. Тоже неудачный абзац на отступ, который, просто вот слева видны номера, а должны быть видны буквы. И никогда не надо стесняться что-нибудь написать крупное на полях. Человеку всегда удобнее, когда видно сразу. Дальше. Ну, а здесь уже претензия. Значит, первый раздел включает произведения Шукшина, собрание сочинений, избранные произведения, сборники и отдельные издания, публикации произведений в периодических изданиях и сборниках. В отдельные подразделы выделены публикации произведений Шукшина на языках народов России и иностранных языках. Причем к иностранным там отнесены и Украина, и Казахстан. Ну и, в общем, люди сами себе создали проблему, которую лучше было бы не создавать. Потому что, понятно, что для Шукшина это отнюдь не были иностранные государства. Ну и, в общем, я считаю, что вот делить библиографию на русскую, латинскую и какую угодно, особенно в этом случае совершенно не стоит. Потому что если бы у нас было бы бесконечное количество записей, еще тогда туда-сюда, а там их совсем немножко. Ну и это же ошибка, вот, мне кажется, в нашем семинаре, в нашей программе. То есть у нас есть краеведы 4 сортов. Я лично получаюсь 2-й. Ну ладно, дальше. Значит, теперь по хронологии. Вот они делают хронологический порядок в указателе, но хронология присутствует только внутри каждой записи. То есть у нас идет вот 32-я запись, и она с 74-го по 2010 год. А потом 33-я, 75-й год. Я не понял ход мысли, в общем. Потому что, хронология – это не так. Дальше. Значит, это тоже касается хронологии, потому что, вот, допустим, 220-я запись – это 2 газеты: «Советская Киргизия» и «Казахстанская правда», 66-й год, октябрь и декабрь. Допустим, я готов поверить, я смотрел много газет 60-х годов, там примерно так и происходило. То есть одна газета что-то публиковала, другая перепечатывала, это нормально. А вот 227-я запись мне вообще непонятна. То есть вот в неделе, видимо, в еженедельнике большого формата в 1968 году появляется «Охота жить», а потом некоторые издания в зоне риска, не пойми чего,
И там 4 страницы превращаются в 15. Может быть, оно и то же. А может быть, что называется, мы просто, наверное, многие хорошо знают, как работали там советские газетные редакции. Далеко не факт, что то, что было в неделе, не порезано, не почикано, не факт, ну то есть, а когда мы пишем тоже, мы подразумеваем, идентичность хотя бы текста. Хотя, идентичности текста недостаточно для того, чтобы сказать тоже. Ну и вот, в общем, все претензии дальше связаны примерно с такими же вещами. А вот хронология произведений, какой она могла бы быть. То есть вот она умещается на 5 страничках в периодике и сборниках. То есть тут и романы, и повести, и рассказы, причем сознательно, как бы вперемешку, и на русском, и на нерусском. Но вот это вот прижизненные публикации Шукшина, и именно они должны как бы нас интересовать в первую очередь. Все остальное уже вторично. Вот сюда еще надо добавить 7 книг на русском и 11 на нерусском. Само по себе интересно, что на нерусском Шукшина издавали, вроде как больше. Ну и насчет проверки девизу мы видим, что из этих прижизненных изданий 53% не проверено. Дальше. А вот в статьях и заметках хронология почти нормальная, потому что их меньше перепечатывали. И все равно не хватает разделителей годов. А они в этой книге есть. То есть такой прием верстальщику известен, но в одном случае он посчитал его уместным, а в другом не воспользовался. Дальше. Значит, когда у нас содержание убежало в начало книжки, у нас встает вопрос, а что будет в конце? Значит, место это действительно почетное, потому что книжку легче всего открыть либо спереди, либо сзади. Если мы что-то важное прячем в середину книжки, то нам приходится долго листать. Поэтому назад надо поставить что-нибудь. Вот с моей точки зрения, это указатель произведений, но я могу ошибаться. То есть, явно не указатель языков там должен быть. Дальше. В любой книге, даже испанской, можно найти что-то полезное. Книга же не виновата, что она испанская. Ведь и испанец может случайно сделать что-то хорошее. Или француз. Из письма подмастерья. Дальше. Вот интересное решение, которое нашел верстальщик. Значит, во всей книге колонтитулы идут нараспашку, а здесь у него не влезало. И он поместил очень длинный колонтитул, разбив его на 2 части, по развороту. И, в принципе, это хороший ход мысли. То есть, когда-нибудь мне попадется книжка, в которой я этот прием использую. Но в данном конкретном случае можно было спокойно колонтитул сократить, потому что колонтитул не обязан полностью повторять заголовок. Более того, он даже вредно, когда он это делает. Там вот дальше перечислены некоторые правила по поводу колонтитула. Кто скачает презентацию, тот, так сказать, прочитает. Дальше. Значит, вот тут опять про колонтитулы. Значит, вот здесь 2 разворота последовательно, да? Слева везде произведение Шукшина. Это заголовок 1-го уровня, это нормально. А на правой полосе в одном случае верстальщик поместил заголовок 2-го уровня, а в другом случае 3-го уровня. Вот так лучше никогда не делать, потому что
человек сразу сбивается с толку. Колонтитул – это, ну, я говорю, что это поисковое средство в первую очередь, а все остальное – это уже потом. Дальше. Все. Знаете, коллеги, я редактор примерно 40 лет с большим. Я никогда не думала, что можно так емко, в коротком докладе, так многому научить. Да, Оля. Спасибо огромное, Сергей Борисович. А куда вы ушли-то вообще-то? Это что такое? К барьеру? Не к барьеру. Вот знаете, очень серьезно я воспринимала то, что после доклада хлопать нельзя, захотелось первый раз. Правда, спасибо огромное, замечательный доклад. Страшно теперь смотреть на то, что сделано. На обложках, на 2 заставках разницу я нашла все-таки. Да, не все равно. На самом деле, спасибо, правда, очень много всего, презентацию обязательно скачаем. И мне кажется, что вот, несмотря на то, что мы 2 семинара уже, по-моему, спорим с вами, мы после прошлого раза приехали, отчитываюсь, приехали, обсудили все, что вы сказали, решили справиться, стараемся совершенствоваться, будем продолжать. И, может быть, правда, кому-то это кажется неважным, потому что книги сейчас издаются безобразно, но те, кто вырос на старых советских изданиях, я думаю, быстро поймут разницу, потому что то, что издается сейчас, часто читать невозможно просто из-за того, как оно сделано. Паршивая бумага, паршивые иллюстрации, куча ошибок, куча неправильных переносов. Я думаю, если на это на все посмотреть, кажется, что книгу даже хорошую можно отложить и больше никогда не взять в руки. Так что еще раз большое-большое спасибо. Хочу напомнить, что я тоже проголосовал за эту книгу как за лучшую. Так, сейчас, ну давайте тогда я скажу. Смотрите, коллеги, я даже сегодня как-то сказала, наверное, вы не знаете. 7-й раз в этом году прошел конкурс на Московской международной книжной выставке «Ярмарки», прошел конкурс на стенде РБА, назывался он «Лучшая профессиональная книга 2019». Это конкурс среди книг, которые были представлены вот на этот стенд, присланы. И в этом году, ну вот я была членом жюри, поэтому, значит, за этот базар отчасти и я отвечаю. Значит, там было по нашей номинации 53 издания, ну, мы пытались от нескольких отбиться. И как-то вообще поздравить надо, да? Наши коллеги алтайские получили 1-е место в этой номинации за своего Шукшина. Беспартийным не говорить, но в тяжелейших условиях, потому что на год, вы нас поймете, было сокращено время на работу. То есть люди планировали, скажем, на 2 года, да, из которых год на редактуру, а им сказали, значит так, через 3 месяца или головы с плеч. Вот. Поэтому еще им отдельно аплодисменты за огромное профессиональное мужество. Вот в этом плане. Анют, да, и потом поднимите руки, кто поднимал еще. Сейчас. Ну, давайте я, наверное, за все это безобразие теперь отвечу, так как я не только от библиотеки представитель, но я один из составителей вот этого указателя. Поэтому вот по тем пунктам, которые запомнила, или если можно полистать. Да, к сожалению, условия сейчас таковы, что мы работаем по аукционам, то есть кто выиграл, тот и играет музыку. Мы не всегда можем на что-то повлиять. По поводу того, что на титуле стояла Барнаул 2018, вот это была принципиальная позиция. И вот как раз региональные библиотеки, муниципальные библиотеки меня поймут, наш самый любимый закон об обязательном экземпляре. Позиция была такова, чтобы вот это издание, оно подготовлено нами, полностью сделано нами, вся работа, чтобы оно вошло в фонд местной печати. Да, вы можете писать все, что угодно. С точки зрения большого брата, оно будет кемеровским. Вот мы в данном случае перешагнули через большого брата и решили, что наш такой вот шкурный интерес... Я тоже иногда так делаю. Я поэтому всегда на это обращаю внимание. Вот. Какие-то, ну да, встретить бытового верстальщика согласна, принимаю все вот эти
Вещи, которые запомнила, касающиеся разделов, в том числе хронологии. Касающиеся разделов, это были тоже обдуманные шаги сделаны, почему именно такие разделы, почему так собран материал. То есть это было со многими вещами связано. Вот по мере того, как накапливался этот материал. Хронология. Это больше, чем преступление, это ошибка. Не соглашусь, потому что есть кое-какие все-таки библиографические вещи. И мы тоже консультировались с нашими коллегами Российская национальная библиотека. То есть все это обсуждалось, консультировалось, и к такому вот решению пришли. Хронология, почему такая? Да, внутри получается название хронологии идет, дальше опять другой год. Те самые объемы, которые с 600 с лишним страниц у нас увеличивались бы еще в разы. И у нас бы был... Вы знаете, мы в этом году переиздали пятитомник произведений Шукшина, и они у нас идут в таком же вот исполнении, обложка, да? И оно у нас идет как указатель, как приложение к пятитомнику, к четырехтомнику, к пятитомнику, что можно вот... А это было бы еще, возможно, шеститомное библиографическое издание, иначе бы. И в том числе, представляете, как вот с точки зрения издателя, да, когда пошли бы одинаковые абсолютно названия статей, их 10 штук. Я потом научу, как это сделать, чтобы было правильно. Хорошо. Договоримся. Что еще? Что еще я не запомнила из таких серьезных вещей? Разрешаем догнать. Догнать? И еще врезать. Со звездочками, да, тоже. Да, поэтому и стоят звездочки, девизу не просмотрено и взято из каких-то источников, в том числе из каталогов библиотек, где указывалось, что это один и тот же материал. Да, подстраховались, сделали звездочки, сами не видели, честно в этом сознались сразу. Но цель была все-таки как можно большую часть материала о творчестве Василия Макарыча включить в этот указатель, потому что понимали, что лично мы за этот глобальный труд еще в ближайшие 50 лет не возьмемся. Да, вот и Нина Семеновна, и потом туда Сергей микрофон Борисович, я вот у нас в Краевой библиотеке в Приморье работает профессиональный верстальщик, которая до этого работала в издательстве. И когда она мне приносит, вот мы тоже делали указатель об Арсении, она мне принесла несколько видов, шрифт, в общем, ну, по шрифтам, по размерам, там, как там, колонтиту. Я была просто поражена. Я в этом ничего не понимаю. Я считаю, что есть профессиональные стандарты, да, и она, ну, вот эти 3 вида чего-то мне, ну, дает, ну, на, в общем-то, выбор. Я вообще вот этого не понимаю. Как вот вы думаете, как вы считаете? Вернее, есть такие советы по шрифтам и по размерам, чтобы был текст, чтобы его хорошо можно было читать, чтобы все это было хорошо. Есть такие стандарты? Правил никаких не существует. Существует единственное правило. Вы берете, распечатываете страничку из предлагаемой верстки. Если вам читать удобно, значит, это оно и есть. Ну вот, кстати, когда мы такие издания отдаем профессиональное издательство, как мы считаем, да, оно выиграло аукцион, мы же надеемся как раз на профессионализм. Но, к Анют, сожалению, а сейчас я получается то, что повредничаю, получается. Аня. Я хочу сказать, что опять-таки 40 лет стажа редакторского. Ни одно издательство, чем бы оно ни было связано, не может запустить производство без вашей подписи. Никогда. И они прекрасно прогибаются, когда видят вашу жесткость. Требуйте первую корректуру, вторую корректуру, третью. Мой рекорд 5 корректур. И не подписывала, пока не исполнили все. А знать нам все эти правила обязательно надо. Кроме того, что я хочу попробовать предложить, если вы согласитесь, Сергею Борисовичу на Петрозаводском семинаре мастер-класс приличный, да? Давайте. Еще мы скинемся, и я к этой роскошной презентации Сергея Борисовича добавлю тот материал, которым пользуются наши библиотеки. Наша Российская национальная библиотека, он тоже очень хороший. Вот методичка такая. Туда, Анют.
Тульская область, город Новомосковск, заведующий отделом краеведения. Сергей Борисович очень много записал полезного, поскольку мы издаем сборники краеведческих чтений, сами набираем, потом в издательство отдаем, и они печатают нам то, что мы уже сделали собственными руками. И поэтому очень много всяких недостатков увидела тоже. И вот хотела спросить про переносы. Они обязательны? И вот, допустим, когда автоматические переносы, и получается вручную всегда приходится делать, очень-очень много сложностей с ними. Они обязательно или можно по ширине текст расположить? Значит, как только вы начнете разгонять текст по ширине, у вас между словами образуются странные дырочки. Значит, читать удобнее не станет. Поэтому вот на книжке обычного формата допустимо 3 переноса, а если речь, допустим, идет о верстке в 2 столбика или о газетном столбце, то там, наверное, до 5. И связано это ведь не с чьей-то прихотью, а просто человеческий глаз движется слева направо. И когда у него 5 черточек подряд, он случайно попадает на предыдущую строчку. То есть это изобретено, не знаю, там еще в XVIII веке или, может быть, раньше. То есть, ну, не знаю. Но автоматический перенос – это тоже не выход. Приходится тогда вручную править. Конечно. Поэтому верстка – это профессия. Еще? Вот там еще. Ксения, да, сейчас. Нет, Ксюш, только вот когда микрофон. Какие у нас тенденции в отношении буквы «ё»? Скажем так, в зависимости от издания. Если это, допустим, монография, я стараюсь букву «ё» ставить. Она же прикольная, красивая. А если, вот как в сборнике приходит 30 докладов из непонятных источников, ну тогда везде убиваешь. Ничего не поделаешь. Лучше ставить. Кто еще хотел? А вот. Архангельск. Я хотела узнать, вот мне всегда хотелось, чтобы в отделе работал профессиональный верстальщик. И в этом году, буквально на прошлой неделе, я взяла на работу девочку, которая умеет верстать. Вот я хотела спросить, вот я поняла, что в Приморье есть такой опыт работы верстальщика, да, когда у вас издательский отдел, да, у нас нет такого издательского отдела, мы сами это делаем. Вот нет ли у вас проблем с типографиями, не отказываются ли они брать подобные, ну, с вашей версткой в печать? Типографии ничего не отказываются брать, даже без верстки. Не должны, Наташа, не должны. У кого еще? Да, к Ирине Владимировне. Еще раз, город Владимир. Я, во-первых, хочу поблагодарить за такой совершенно замечательный доклад ваш, но и не только этот, вы всегда очень интересно выступаете, и хотела бы, может быть, даже, наверное, просто прокомментировать не с точки зрения защиты коллег, которые находятся в определенной жизненной ситуации, скажем так, с книгоизданием и с издательской деятельностью вообще, и как вот говорили коллеги, и не только из вот библиотеки Тверь, да, Тула, да, но и другие. Мы сами действительно зачастую и по срокам, и по, так сказать, тому, что мы не обладаем той вот профессиональной подготовкой, которая есть у вас и у других, так сказать, может быть, коллег, присутствующих на этом семинаре. Что называется, иногда на коленке все это делается, бегом. И да, создаются отделы издательские, хорошо, если это работают подразделения давно и профессионально, а если они носят иногда формальный характер, чтобы, так сказать, просто, и в лучшем случае помогают нам просто, что называется, в одно полотно, в одно полотенце разместить тексты, ну и слава тебе, Господи, что вовремя там вышли те же материалы и сборники краеведческих конференций. Потому что если бы не вышли?
Вот что, земля перевернулась бы? Конечно. Придут краеведы на следующий год и спросят, где публикации. Я же ими отчитываюсь. У меня, понимаете, звание горит, а вы Ко мне... мне тоже не приходят краеведы, они жутко вредные. Вот. Но ведь это, я вовсе не хочу как бы говорить о том, что я просто хочу сказать, что, конечно, в идеале было бы здоровски и прекрасно, если бы был профессионал в библиотеке, который бы нам в этом смысле помогал. Если этого нет, ну что ж, коллеги, наверное, придется осваивать еще какое-то ремесло, еще какую-то профессию, потому что это очень серьезные вещи. Вы на самом деле говорите вот о том, о чем и надо говорить, о качестве нашей работы, потому что многие наши библиотеки, в частности вот областные, носят замечательный такой статус научных, и поэтому мы обязаны показывать классы, показывать, что называется, качество, как это должно быть. Но не всегда это удается, поэтому я, в общем, Вы знаете, я вот говорю и про сроки, и про руководствуюсь то, что... в этом смысле вот чем. Я работал ведь и в газете тоже. Вот газета должна выйти, вот хоть пожар, хоть ты умер, хоть, не знаю, там, землетрясение, газета должна выйти. А вот сборник конференции, ну, может и подождать. Не может подождать, потому что если я его отложу на завтра, завтра позвонит, как вы говорите, старший брат в виде руководства и скажет срочно, там надо презентацию делать, там надо еще что-то, там надо туда ехать, туда бежать, того встречать, экскурсию тому провести, понимаете, этому, и все. Старший брат сегодня есть, а завтра нет. Да а все мы книжка так же будет жить сегодня вечно. есть. В общем, я хочу просто сказать большое спасибо, но и, наверное, вот да, придется еще и это освоить. А, туда еще, Ань. Ирина давайте Владимировна, сейчас и мы с вами заканчиваем. просто позавидуем библиотеке Маяковского. Да. Мы просто завидуем. Анечка, да, вон туда в еще хорошем микрофон. смысле. И последний, наверное, пока. Я хочу поблагодарить вас за ваш, я бы сказала, не доклад, а мастер-класс. И действительно поддерживаю идею повторить на следующем занятии или там в каком-то другом форуме или формате. А вообще-то у меня вопрос к Надежде Михайловне. У меня, извините, но в 3 словах нельзя ли об итогах конкурса? Давайте я Спасибо. скажу. Значит, ну, интересуют ли вас итоги всего конкурса? Ну, можно почитать на сайте РБА, потому что за остальное мы не отвечали. Я могу сказать, что по нашей номинации мы, хотя я там одна была обведена в жюри, работали мы вшестером, 6 членов постоянного комитета, прочитали все. Значит, первое место было, вот я уже сказала, отдано Шукшину. Мы умоляли по-всякому. Мы просили сначала, поскольку у нас 53 издания, а в других номинациях самое большее 21, по-моему, да, в каких-то там по 8, умоляли, чтобы нам разрешили сделать 3 подноминации. Невозможно сравнивать библиографический указатель со сборником научных трудов и это с дайджестом Кировской публичной библиотеки. Никак. Нет. Нам важно было сказано, что это нарушит какие-то балансы в конкурсе. Конкурс дело высокое, а тут мы, краеведы, как всегда, свое пропихиваем. Тогда мы предложили другое. Мы предложили, когда посмотрели, хотя бы дать дополнительные дипломы, специальные дипломы. И я могу сказать, кого мы, долго думая, предложили на эти дипломы. За лучшую биографическую работу. Так, я боюсь наврать. Девушки, помогайте. Значит, было издание Петр Леонтьевич Клементьев. Это марийская работа. Потрясающая совершенно. Да, так вот вам респект, коллеги, можете аплодировать сразу. Блистательная работа, абсолютно, блестящая. Я таких биографий не видела. Так сделанных, там, я не помню, там, по-моему, страниц 130 что-то, совсем немного, туда попало вообще все на свете. Потрясающая биография на фоне истории Марийского края, разной, всякой, с глубокими комментариями, включая архивные, плюс родословная Клементьева. То есть все сделано на высшем уровне. Вот это первое мы просили, подавали. Вторая была работа за очень высокий уровень научного издания «Ярославль», сборник книг. Так. Книжная культура, да, книжная культура Ярославского края за исключительно высокий уровень, вот всему соответствующий, вот издание сборника научных трудов. И третье, мы предлагали
Значит, у нас была номинация такая, мы предлагали за лучшее краеведческое издание публичной библиотеки. Отсутствующих здесь Ленский, я не помню точно, Ленский район, факты, и вот боюсь наврать. Это ребята сделали хронику, в общем, они сделали дайджест, сделав из него хронику с потрясающими комментариями. Я взяла его смотреть, чтобы оценить, и поняла, что я его читаю уже где-то там на 40-й странице. Зачитаться можно. Ленский район, Республика Якутия, сделали такое, что не стыдно было бы вообще показать любой областной библиотеке. Это те, кого мы выдвинули. Но поскольку мы были ограничены, но мы понимали, что нам больше-то не дадут, и эти-то не дали никакие специальные грамоты. Но вообще изданий, которые заслуживали, с нашей точки зрения, высокой оценки, будет больше. Ровно поэтому мы будем предлагать президенту РБА разрешить нам выделиться в самостоятельный конкурс, где мы были бы хозяева, тоже конкурс под эгидой РБА, и там уже с полной свободой, деля так, как нам надо, потрясающие, ведь корткиросские издания Коми-края были. Ой, сколько там было хорошего. Вот, может быть, еще скажет или Анна Малдеевна, или Маргарита Бедросовна, или Елена Николаевна про какие-то издания, которые там были и поразили воображение. Ну, в общем, вот. Так что вот мы надеемся, что мы на будущий год попробуем сделать такой конкурс, на будущий год или через год, и, наверное, он будет раз в 2 года, но вот это все, что я пока могу сказать о конкурсе. Да. Ну, скажите, да. Анют, скажите, добавьте. Да, я не добавлю, потому что действительно было очень много изданий, очень интересные все. И оценивали мы все-таки с точки зрения содержательной, не издательской, поэтому здесь у нас был немножко другой подход. Но действительно очень интересные. И вот эта вот идея сделать свой конкурс под номинациями и родилась в процессе вот этих обсуждений. Ну, потому что действительно некоторые вещи просто невозможно сравнивать. Да, какие есть возможности у центральной региональной библиотеки, какие есть возможности у городской или сельской библиотеки. Поэтому ставить нас в условиях, когда мы должны сравнить вот эти работы, это тоже немножко некорректно. Поэтому возникла такая идея. А по поводу, можно еще прокомментирую, по поводу, что можно не издать, да, сборник документов. Есть же еще такая вещь, как финансирование от большого брата. И в этом году она есть, а в следующем году ее нет. И для всех важно все-таки содержание такого сборника. И мы идем, да, на уступки каким-то вот таким профессиональным издательским вещам, чтобы материалы все-таки вышли. Ну, да. Вообще большое спасибо. Вот это вот я обязательно скачаю и везу. Да, мы все, что нам разрешат авторы сбросить, мы сбросим и выложим, и вы сможете забрать. Коллеги, мы двигаемся дальше. Так, Юлия Александровна Наталушка. Юль, где Юля? Да. Значит, а презентация сброшена? Все, ура. Значит так, издательские проекты в краеведении. Опыт работы Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ура! Добрый день, коллеги. Я постараюсь уложиться по времени. Дело в том, что не успела передать непосредственно на выставку те издания, о которых я буду говорить, поэтому я их сейчас здесь покажу и потом готова передать на выставку. Начну с того, что... Можно первый слайд показать? Начну с того, что библиотека была образована в 1935 году, но как таковая библиографическая база начала складываться, издание библиографических указателей начала складываться только к 50-м годам, когда появились в библиотеке такие возможности. Это были первые указатели, такие как «Наш край», писатели нашего края, указатели различные, а также на сегодняшний день у нас как такое золотое ядро краеведческой библиографии. Это научно-вспомогательный указатель библиография Красноярского края, сводный каталог книг о Красноярском крае, а также текущие библиографические указатели. Это ежеквартальники «Литература о Красноярском крае», который издавался по 2003 год и включал в себя записи на новые книги, статьи и сборников периодики о крае, а также ежегодники «Красноярская книга». С 2002 года они начали выходить. Сейчас вот на слайде представлен ежегодник за 2002 и 2012 годы.
И эти ежегодники включали в себя уже все издания, вышедшие на территории Красноярского края в соответствии с федеральным законом об обязательном экземпляре. Поскольку у нас уже с 90-х годов ведется электронный каталог, то, конечно же, все эти издания можно было отследить не только через указатели, но и через электронный каталог в том числе. И с 2019 года эти книги можно, следующий слайд, пожалуйста, можно также увидеть в специальном разделе сайта, который у нас называется «Красноярская книга года». Это электронный информационно-библиографический ресурс, который был разработан Центром Красноярской книги на основе электронного каталога. Теперь в этом разделе можно найти все местные краеведческие и местные, то есть издания и местной печати, и краеведческие издания, начиная с XIX века по настоящее время. Таким образом, электронный ресурс у нас теперь продолжает издание. Оба издания, оба библиографических указателя. Следующий слайд. Также у нас, начиная с 1960 года, выходит такое традиционное краеведческое издание, как «Календарь знаменательных и памятных дат. Край наш Красноярский». Это издание тоже претерпело ряд изменений, и первоначально его содержание было, скажем так, традиционным. Это были краткие исторические справки, которые составлялись библиографами отдела, библиографического отдела, и достаточно широкий список литературы. Сейчас это уже ежегодное справочно-библиографическое пособие рекомендательного характера, где акцент смещен уже, собственно, на содержательную часть. И теперь достаточно широкие, объемные справки, статьи, написанные коллективом авторов, и сопровождаются они, по сравнению с предыдущими годами, более коротким списком литературы, списком источников, списком обязательных основных публикаций, если это мы говорим о какой-либо персоне. И календарь у нас теперь также доступен в нескольких вариантах. Это бумажный классический вариант, электронный вариант. На сайте можно скачать его без регистрации в формате PDF, либо чтение в режиме онлайн в браузере. А также у нас календарь доступен в формате базы данных «Памятные даты Красноярского края». Это возможно благодаря тому, что эта база данных формируется на основе системы автоматизации библиотек IRBIS, IRBIS-64. О ней мы даже рассказывали уже на семинаре 2 года назад. Следующий слайд. Работа над календарем знаменательных дат получила такое неожиданное продолжение в 2017 году, когда к нам обратились из Управления общественных связей губернатора Красноярского края по созданию календаря, даты, в котором освещали бы не столько исторические события по краю, а даты, связанные с культурой, традициями народов, проживающих на территории нашего края. То есть это и воспитание толерантности, и просвещение о том, какие народности у нас живут, какие праздники они празднуют, и какие исторические события, связанные с тем или иным народом, также происходили на территории края. Может быть, какие-то из уроженцев являются представителями национальности. То есть именно в таком ракурсе было подготовлено это издание. К сожалению, дальше 2017 года проект дальше не пошел, но Дом дружбы народов, который также у нас в Красноярском крае есть, они на своем сайте этот проект продолжили, и все равно на текущий год можно посмотреть, какие даты есть в соответствии с этой концепцией. Следующий слайд. К 85-летию Виктора Петровича Астафьева нашим библиотекой был издан библиографический указатель «Дар слова».
Вот это уже пример таких указателей, где наш отдел, библиотека постарались вывести библиографию не только в качестве как основного содержания, но в том числе следующий слайд еще раз, да, покажите, вот структура указателя, где хорошо видно, что указатель состоит из двух частей. Первое – это, собственно, биобиблиографический указатель, а второй, слово «Образ мир» – это часть, где представлены литературоведческие статьи, посвященные творчеству Астафьева. Таким образом, библиография, которая представляет собой основную часть этого указателя, она является важной самой по себе, и в том числе она подкрепляет эту литературоведческую часть, то есть и несет такую информацию, как и подытоживает в том числе, и раскрывает определенные наукометрические возможности и как источник и вторичной и первичной информации. Над указателем работали не только сотрудники библиотеки, в том числе это были представители Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева, сотрудники библиотеки музея Астафьева в селе Овсянка. И создавался он, конечно, не только на основе библиотечного каталога, но и в том числе были библиотеки города Перми, РГБ, РНБ. И несмотря на достаточно такую подробную работу, все равно он не может претендовать на полную исчерпывающую полноту. Следующий слайд. Еще один биобиблиографический указатель был создан в 2013 году, практически следом после «Дара слова», Дмитрий Хворостовский. И уже сложность при составлении этого указателя была в том, что, во-первых, человек на тот момент был жив, это творческая личность, персона мировой величины, и поэтому, конечно, указатель тоже не должен был быть скучным, традиционным. И здесь также, следующий слайд, здесь также структура указателя была, скажем так, тщательно продумана, и первая часть – это библиография, а вторая – это тоже статьи, избранные статьи о Хворостовском. Сам по себе указатель стал первой попыткой собрать все по максимуму, что было издано напечатано о Хворостовском на русском и на английском языках, поэтому базы данных, которые использовались при подготовке, тоже не ограничивались только русскоязычными, не только нашей библиотекой, но и русскоязычными базами не ограничивались. И сама библиографическая часть, она разбита на несколько подразделов, и каждая из них сопровождается вступительной статьей. Следующий слайд еще раз. Следующий слайд. Обязательно сопровождаются богатым иллюстративным материалом, то есть очень много фотографий включено, обложек дисков. И один из разделов – это, собственно, дискография артиста. Наверное, одна из первых попыток собрать эту дискографию, и сложность в ее подытоживании заключалась в том, чтобы разграничить диски лицензионные и пиратские, поскольку такая проблема тоже имелась. И сборник, когда был подготовлен, он был подготовлен, собственно, к 50-летию артиста и был подарен ему также в 2013 году во время его пребывания в Красноярске. Следующий слайд. Конечно, все это... Эти два сборника были изданы библиотекой, но, конечно, финансирование и обеспечение издательской деятельности – это, конечно, очень важный вопрос. И поэтому наша библиотека пытается решить ее следующими способами. Например, участие в грантовых программах и поиск партнеров. В Красноярском крае с 2007 года действует грантовый конкурс «Книжное Красноярье», который позволяет при поддержке администрации края издавать ряд краеведческих книг. И в 2015 году библиотеке удалось в рамках этого конкурса издать
такой справочник писателей Енисейской губернии и Красноярского края. Справочно-информационное, иллюстрированное издание энциклопедического характера. Хотелось в первую очередь подать информацию о писателях, опять же, не скучно, для того, чтобы этот справочник был интересен не только библиотекарям, но и, в общем-то, читателям самого широкого круга. Поэтому и библиографию надо было подать тоже в такой включенный в текст. Поэтому следующий слайд покажите. Поэтому отбор персон был достаточно жестким, край большой, писателей много. Всего вошло в справочник 266 имен, и структура информационной справки о каждом из представленных персон была жестко продумана. То есть это фотография, собственно, биографическая справка и книги, основные издания, которые обязательно должны были быть либо в нашей библиотеке, либо в библиотеках РГБ, РНБ. Скажем так, достоинство этого издания в том, что он пробудил такой интерес к дальнейшей работе и стал основой для другого большого ресурса, нашего электронного ресурса, это литературная карта Красноярского края. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одно издание, ставшее как справочник о писателях, это исследовательская работа, скрупулезная. Еще одной такой исследовательской работой, очень интересной, стало издание «Красноярские эпизоды российского кино». Книга небольшая, вышла в свет в 2016 году, в год кино. И ее такая... совершенно небольшое издание, было издано также при грантовой поддержке нашей Красноярской библиотечной ассоциации, был объявлен конкурс. И вот работа очень такая подробная велась исключительно по печатным источникам, то есть по газетам, по книгам, в том числе были подключены материалы интернет. Что в Красноярском крае снималось, какие персоны задействованы были, кто из наших уроженцев. Информация вот вроде бы рассеянная, впервые была собрана под единой обложкой. Пусть у нашего Красноярского края история, может быть, кинематографическая не очень большая, но тем не менее она вышла очень интересной. И книга пользуется популярностью, к ней обращаются, и в том числе СМИ находили автора этих строк, вот Ксения Юрьевна, могу представить. Поэтому вот материал оказался очень востребован на тот момент и до сих пор пользуется хорошим таким спросом, интересным, пользовательским. Но это исследовательская работа, ну вот, допустим, в 2018 году, следующий слайд, пожалуйста. В 2018 году к библиотеке обратились уже представители коммерческой организации «Роснефть Ванкор» с предложением осветить 100-летие открытия ванкорского месторождения. Сначала... 30 лет. Да, 30-летие открытия ванкорского месторождения, и поэтому сначала это была подготовлена выставка, но во время подготовки этой выставки стало понятно, что, конечно, раскрыть в одной выставке такую историю невозможно, и поэтому уже тогда появилась идея создания книги. И следующий слайд. Издание вышло такое нетрадиционное, оно и информационное, иллюстративное, библиографическое в том числе. И вот над книгой трудились два автора, и получилось так, что кому-то было интересно показать то, как говорили об этом ванкорском месторождении именно на языке того времени и языке
газетных статей, исследователей, вот, описаний. А кому-то было интересно показать, включить в текст и библиографию, которая, опять же, не единым списком представляет вот список источников, которыми пользовались составители, но и такую активную, живую библиографию. То есть она присутствует в книге как в качестве подстрочных ссылок, внутритекстовых, затекстовых, но единственный список литературы, который здесь представлен, это аннотированный список патентов, изобретений, связанных с ванкурским месторождением. Следующий слайд. Еще следующий. И вот сейчас я хотела бы рассказать о двух изданиях, которые у нас вышли в поддержку нашего же библиотечного проекта. Уже 5 лет у нас действует такой проект экскурсий «Красноярск далекий и близкий». Экскурсии проводят многие библиотеки, но у нас такая идея возникла уже после 2 лет существования проекта, как создание путеводителя. Но путеводитель хотелось создать нетрадиционный. И таким путеводителем, вот такая идея была найдена, этим путеводителем стала раскраска «Мой Красноярск от А до Я». То есть формата А4, 33 разворота, каждый из которых посвящен какому-либо объекту города Красноярска. Сложно было бы найти, чтобы все эти объекты начинались непосредственно на все буквы алфавита, поэтому буквы входят как в начало, и в конец, и в середину данных объектов. Сложнее всего было найти, кто бы нарисовал, потому что мы, как библиотекари, тексты написать можем, а рисовать мы, наверное, не очень хорошо умеем. Поэтому обратились в студию художественную для взрослых. Нам безвозмездно, ну, по договоренности, конечно же, были сделаны рисунки наших объектов красноярских. И эта раскраска теперь у нас... Ну, наш такой небольшой хит, когда во время экскурсии мы о ней рассказываем, конечно, люди интересуются и приходят потом за ней в библиотеку. Тираж тиражируем в нашем же издательском центре и уже вот не 1 год до сих пор пользуется популярностью. И второе издание появилось через год после раскраски. Это небольшое издание «300 вопросов о Красноярске». Во время библионочи родилась идея побаловать наших гостей кроссвордами о Красноярске. Это было в год юбилейный для города. И увидели, насколько это популярно, доработали, издали. И вот теперь у нас есть на самый разный уровень подготовки краеведческих, скажем так, знаний такое вот небольшое издание. 25 кроссвордов по 12 вопросов, всего 300. Поэтому родилось такое название. Вот эти издания у нас, скажем так, подходят полностью под наш любимый девиз «Развлекая, просвещая». То есть продвижение краеведческих знаний в любой форме, доступные не только для того, чтобы проверить знания, но и чтобы вот даже спрашивая уже завлекать каким-то образом. Следующий слайд. Это вот, да, сборники. И, пожалуйста, следующий. Сейчас Красноярский край готовится к большому юбилею. В 2019 году ему исполняется 85 лет, и поэтому наш отдел готовит к изданию новую книгу, которая будет называться «Красноярье. Повод для гордости». Она, вот пока мы находимся здесь, она сейчас постепенно готовится вот там, в Красноярске. Когда мы приедем, будем ее дорабатывать. Концепция какая была? Краю 85 лет. Исходя из этого, мы выбрали 85 фактов о Красноярском крае и 85 лучших книг о Красноярском крае по нашей, естественно, версии, по тем книгам, которые есть в фондах нашей библиотеки. То есть книга будет состоять... Следующий слайд. Книга будет состоять из 2 частей. Первая часть – это факты, вторая часть – библиография. Таким образом, тоже вот надеемся привлечь внимание и к юбилею края, и к тому, что о нашем крае можно прочитать
с какими книгами ознакомиться. Ну и вот, подводя такой условный итог, можно сказать, что ориентируемся мы на несколько моментов. Библиография важна, к ней необходимо относиться серьезно, но и подавать ее тоже можно несколько неформатно, чтобы заинтересовывать наших читателей. И имеет значение и форма подачи от серьезного исследования до легкого и ненавязчивого в соответствии с принципом «развлекай, просвещай». Спасибо за внимание. Здравствуйте. Лобов Александр, Рыбацкая библиотека, Санкт-Петербург. У меня к вам два вопроса. Меня вот, Саша, в микрофон. Интересует, почему товарищи коммерсанты, вот у вас книжка одна, да, по Ванкору, по месторождению, она как бы выбивается из общего списка той литературы, которая... Мне интересно, почему они обратились именно к вам, в вашу библиотеку? Это раз. И во-вторых, авторы-составители, вы там сказали двое, это сотрудники ваши или нет? Или это... Сотрудники нашего отдела, да. У вас сотрудники принимают участие не только в составлении библиографических указателей, но и являются авторами тех... Там третий составитель – это, собственно, представитель компании. Они предоставляли фотографии, у них есть свой архив, предоставляли часть материалов из архива. Это использовались и каталог нашей библиотеки, в том числе архивы, газета была использована, корпоративная, плюс архив, собственно, компании. И то есть там нет текстов, как сказать, написанных сегодня, это все цитаты, какие-то части, выдержки из того, что было напечатано о Ванкоре. Ну, там, по-моему, некоторая часть была написана уже о современности. Там есть часть о выставке, о современной деятельности компании. Это уже было предоставлено с их стороны. Я понял. А вот в составлении вот этой краеведческих работ, которые не являются указателями, тоже принимают участие ваши сотрудники исключительно или нет? Краеведческих работ? Ну, вот, скажем, календаря, Красноярска, Адая. Ну, составителями являемся мы, но коллектив авторов это уже не библиотека. Обязательно. Они к вам обращаются именно как издательство. Здесь мы уже их ищем. В чем почувствовали выгоду коммерсанты, которые обратились с Ванкором? Вот с Ванкором они обратились к нам, скорее, наверное, как к специалистам, кто может эту информацию собрать, соединить и предоставить. Грамотно донести. Да, да. Спасибо. Да, конечно. Добрый день, Ярославская областная библиотека. У меня, знаете, вопрос может быть, наверное, не очень стандартный, но к докладу о KPI меня очень заинтересовал этот доклад. Так вот, у меня вопрос к вам. Средний тираж ваших изданий, и когда мы говорим, сейчас я поясню свою мысль, когда мы говорим о переходе количественных показателей к качественным, да, как вот ваши количество, в данном случае тиражи, да, количество ваших тиражей могут повлиять на улучшение жизни красноярских жителей? Как бы так попробовать. Ну вот, допустим, Ксения Юрьевна, помогайте нам. Тираж календаря у нас 300 экземпляров, и у нас он, допустим, обязательным экземпляром уходит по всем библиотекам. Так? Но часть у нас реализуется через библиотеку. Ну да, остается количество невостребованных, несомненно. Но, допустим, то, что он в электронном виде представлен на сайте и сколько раз скачивается, конечно, это уже совсем другая цифра и показывает, что вот в электронном виде, наверное, он даже более востребован, чем в печатном. Печатный больше нужен для авторов. Ну, у нас обычно тиражи небольшие. Обычно тиражи идут порядка 200 экземпляров. Ну, вот и кино 200. Ну, Хворостовский больше вышел, потому что там деньги нашли, потому что там спонсор появился. Ну, а так, 200-300 экземпляров. Ну, вот с этими, с нашими кроссвордами, раскрасками, там уже мы по ситуации ориентируемся. Потому что они допечатываются уже в нашем центре, в издательском. Добрый день, Пермский край, Ютинская межпоселенческая библиотека. Вот, знаете, у меня как бы два таких момента. Первое, то, что, прослушав несколько докладов, да, я для себя сделала вывод. Я уже на втором семинаре в Перми была, в родном крае, как бы сказать, да, и здесь.
Но вот те проблемы, те вот перспективы, которые подают, допустим, краевые центры, да, для наших сельских библиотек, допустим, для районных, они совершенно далеки. Даже если вот сегодня прозвучало, что каждая библиотека сельская должен иметь компьютер, о какой же системе автоматизированной мы можем мечтать в наших сельских библиотеках? Но это так, для прелюдии. Вопрос к вам. По последнему изданию 95 фактов, да? У меня вопрос. По какому принципу вы собирали факты? Вот по первому разделу. То есть у вас там какой, хронологический, там еще какой? Нет, мы пытались... Принцип был такой, условно говоря. Вот Красноярский край, он с 1934 года, во-первых, сразу, да, хронология. То есть вот какой-то вот уникальный факт, который выделяет наш край на межрегиональном уровне, а может быть даже на каком-то мировом. Ну, допустим, что река Енисей... Ну, это будет, вот знаете, то есть вы имеете в виду, чтобы по какой-то категории? Нет, вот абсолютно нет, потому что они, действительно, они получаются, там у нас есть и астероиды, есть и ученые, есть и бактерии, и такая вот куча-мала на самом деле, потому что... вот что-то такое, чтобы вот... Ну, во-первых, отбор был, вот, чтобы край выделялся вот на уровне там, чего-то такое, чего нет у других, допустим. Но вот представить их в какой-то системе вот не представляется возможным. Мы пытались разбить их, может быть, по каким-то отраслям или еще что-то. Это очень сложно сделать. Они какие-то можно отнести и туда, и сюда. То есть это будет действительно такой вот, ну вот, просто коллекция, знаете, вот. Мы сами ищем, и дело в том, что такая копилка все равно есть во многих. Мы использовали ту копилку, которая есть у нас, плюс еще ко всему, уже зная, что мы это издание будем готовить, мы уже старались дополнительно отсеивать, какие-то вот искать новые факты. Ну это просто, не знаю, там нет системы. Слушайте, а у меня шкурный вопрос. Вот, условно говоря, на вашей раскраске вам удается что-то зарабатывать? Нет, ну просто вот я совсем недавно был в Пушкинских горах, сейчас не назову за название села, но ключевые там точки от Архангельска 700, от Вологды 600. Какая-то библиотека издает краеведческие книжки. Зарабатывает так, что Маяковке не снилось. То есть мне это просто интересно, вот ваше издание, почему вы издаете его у себя, оно же получается на чем? Не, ну просто вот сама по себе идея раскраски, она очень интересная, и мне кажется, что вот замыкаться в рамках библиотеки, ну, совсем как бы не дело. Какой-нибудь 5000-ный тираж, это можно было бы за копейки продавать в Роспечати. Спасибо за идею. Коллеги, ну, обычная наша беда, мы из графика вылетаем. Можно я объявлю? Спасибо, Юлия Александровна, спасибо огромное за доклад. Ну, как всегда, красноярцы на уровне, что тут скажешь? Творчески, всерьез, интересно. Знаете, я еще хочу задать вопрос. Вот 85 лучших книг. А все-таки вот на каком, вот вы как отбирали, что это лучший? У вас не было конфликта с авторами? Например, автор может прийти и сказать, а я тоже лучший, я считаю, что моя книга хорошая, а вы ее не включили. Там будут, наверное, список еще составляется, то есть мы еще только... Там издательский, по издательским, по каким-то, допустим, критериям, по содержательности. Ребят, только коротко. Вы знаете, это тоже очень субъективно. Вообще эта книжка будет очень субъективна. Я сразу думаю, что нам много кто скажет, что с нами не согласен. Мы хотим вот в эти 85 книг включить книги, которые с нашей точки зрения, вот библиотекарей, краеведов, работающих в отделе, которые хорошо знают литературу, нам не стыдно порекомендовать людям, которые хотят узнать о крае. Вот нам просто не стыдно за них. Слушайте, роскошная возможность подраться. Правильно. Вот пусть дальше бегут и доказывают, что их книжки хороши. Оля, да? Последнее, самое последнее слово. Оль, следующая тема.
Я по поводу последней реплики. А вы не хотите какую-то сделать комиссию просто из своих... Нет, ну просто потом бить будут очень сильно. Мы это уже пережили с литературной картой, когда нас продавали еще в музее. Издали литературную карту, долго спорили, потом нас еще били. Нет, а зачем, чтобы вас били? Может быть, лучше заранее как-то... Комиссия официально пригласите университет посодействовать, краеведов там. Ну тогда нет, ну тогда бить будут уже не вас. Нет, бить будут в хорошей компании просто. Не-не, мне кажется, интереснее сделать какую-то движуху на этом. Вот придумать, что дальше, знать, что будет драка, да, и придумать, как это обыграть для раскрутки библиотеки и книг. Ничего лучше вообще нету. Бэтл сделать какой-нибудь. Давайте дальше. Значит, следующая тема. Так, Светлана Масадировна Постникова, ученый секретарь, руководитель Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки. Роль региональной библиотеки в продвижении краеведческого контента. Издание серии ЛИК в проекте «Библиотека правительства Калининградской области». Спасибо, дорогие коллеги. Ну, конечно, всегда сложно выступать, когда с такой гордостью, как результат краеведческой деятельности, демонстрирует интересные очень издательские проекты, информационные проекты. И по-настоящему просто завидуешь, по-хорошему. Но я хочу сказать и обратить ваше внимание вот на планшет, на стенд. У нас сегодня начался 20-й краеведческий семинар. 20 лет. 20 лет учебы. 20 лет постановки проблемных вопросов, 20 лет дискуссий. И, конечно же, это такой хороший период в хронологическом смысле, когда можно уже анализировать, можно и сравнительно к себе, и сравнительно к другим. Нашему отделу тоже будет 20 лет, правда, на следующий год. И все эти годы работа, слава богу, меня как библиотекаря связывает с общими краеведческими проблемами не только моего региона, Калининградской области, но и всей Российской Федерации. Конечно, одно только маленькое отличие – наша эксклавность ставит, то есть мы не имеем границ ни с одним субъектом Российской Федерации. И вот на все те проблемы, которые все есть у нашей любимой России, плюс еще накладываются проблемы эксклавности. Но вот сегодня мой разговор будет, и я поделюсь одним из проектов, который живет уже 14-й год. И как раз вот 20 лет назад особенно остро были поставлены вопросы о том, что и в стране, и в мире в целом снижается интерес к чтению. И проблемы продвижения чтения – это тоже наши все-таки и краеведческие в том числе проблемы. И именно вот сентябрьскими днями 2001 года в порядке, можно сказать, что гражданской инициативы появился на свет проект «Концепция национальной программы чтения». Ну, в те времена, это почти 20 лет, этот проект всколыхнул нас многих, заставил принимать какие-то интересные к реализации идеи, дела. И очень активно и массово создавались чтения, как и, например, у нас, региональный центр чтения. Но о том, как они работают и продвигают свои идеи, это уже другой вопрос. Так сложилось, что в 2006 году, когда была утверждена эта национальная программа поддержки и развития чтения, у нас в Калининградской области был запущен Министерством культуры Калининградской области запущен издательский проект, который так и получил название «Издательский проект правительства Калининградской области». Ну, знаете, опыт показывает, что запускается проект, а потом этот проект через
пару-тройку лет канет в лету. Но 2019 год, мы буквально 5 августа подвели итоги этого проекта. Конкурс, правда, запоздал, но все-таки проект продолжает жить. Листайте, пожалуйста, мы так быстро будем работать. И что это за проект? Вот этот проект в поддержку не только чтения, но и проект в поддержку писателей местных, калининградских, и проект в поддержку издательств. Потому что проблемы везде, на всех, конечно, уровнях. Ну и в рамках этого проекта печатаются книги местных авторов и на средства, прежде всего, конечно же, областного бюджета. Хотя там есть такая оговорка, что и допускается привлечение и других средств. Но это очень такое редкое, как вот опыт показывает, за 13 лет. Ну и что это за темы? Итак, каждый год объявляется творческий конкурс, это примерно февраль, март, и дальше уже идет такая большая работа. Тематика такая: социально значимая литература, историческая, в серии «Роман по истории края», книги как известных писателей, так и начинающих авторов. Пожалуйста, дальше листайте. Вот на экране литературный дебют, литературное наследие, поэтические сборники в серии «Калининградская поэзия» и, конечно же, серия книг для детей и подростков. Но вот особый... Далее, пожалуйста, так... Ну вот здесь на экране «Балтийский альманах», я просто немножко отвлекусь, первый же, впервые в 2006 году всего 5 книг. Ну вот что меня все-таки радует по истечении, по прошествии лет, все-таки в основном это были книги на краеведческую тематику. Значит, эта тема была востребована, ну и это было неудивительно. Это время, когда границы открылись и разрешено было иностранцам приезжать к нам в Калининградскую область, и мы все больше и больше узнавали о той трофейной территории, которая была, история которой была запретным плодом. Ну и особая такая серия – это «Лик». «Лик» – это личность, история, край. Вот на сегодняшний день где-то, по-моему, 21 книга изданы в этой серии. Это книги карманного такого формата. Это очерки о жизни замечательных людей, жизнь и деятельность которых связана с нашим краем. Ну и для нас, конечно, очень было важно показать, что эта территория сейчас российская. И где-то 20 лет назад впервые, пока остановитесь, были изданы 2 тома 2 докторов исторических наук. Она называлась так: «Россияне Восточной Пруссии». И вот те персоны, а их 1200 было, это такая тема, которая и по сей день очень активно работают. Все, те, кому интересна наша жизнь и наша история, и наш край. Итак, книги бесплатно распространяются. Тираж был от 500 до 1000 экземпляров. Бесплатно распространяются по библиотекам. В книжных не встретишь, но на сегодняшний день там есть статья в договорных обязательствах, что с разрешения автора, значит, есть, то есть издательство, которое готовит и которое печатает, имеет право напечатать дополнительный экземпляр без логотипов правительственной этого проекта. Ну, говоря о Калининградской областной библиотеке, конечно, нужно отметить, что все работы по приему документов выполняет как раз библиотека. С одной стороны, существует экспертный совет, куда входят самые известные филологи, самые известные специалисты, в том числе и 2 специалиста из областной библиотеки. Это директор библиотеки и ваш коллега, руководитель Центра регионоведения.
Какие авторы участвовали в этом конкурсе? Надо сказать, что здесь можно, анализируя, говорить и о маститых, знаменитых, таких как писатель Олег Борисович Глушкин, который родом из Великих Луг, но вот в послевоенное время, после окончания института, прибыл в калининградскую жизнь, и всю жизнь, вся его жизнь связана с нашим краем. Ну вот сейчас на экране авторы «Столыпин. Личности реформы», книжечки, посвященной деятельности этого государственного человека. Авторы, они все родом из Москвы и кандидаты исторических наук, но работают в филиале Российского гуманитарного института. Это специалисты, специализирующие именно на истории политической жизни государства. Дальше, пожалуйста. Конечно же, есть такой автор, как Ирина Петровна Щербинская, которая трижды в конкурсе одерживала победу. Она из семьи переселенцев из Орловской области. И она попробовалась, дважды публиковалась в детской серии. Последняя книга, это прошлого года конкурсная, «Балтийский квест». То есть как детский писатель себя зарекомендовал. И одна из книг была посвящена Рюриковичу. Пожалуйста, дальше. Ну и, конечно же, действительно, это авторы, которые умеют работать, которые с книгой, с темой, с материалом, с источниками. Темы, которые выигрывали, это прежде всего сражения. Ведь территория Восточной Пруссии связана с именами великих героев Семилетней войны и событий, Наполеоники, то есть 1812 года, ну а на территории Восточной Пруссии известные, ну для нас они вообще знаменитые, Фридландское сражение происходило, так называемое, и сражение при Прейсиш-Эйлау. Сегодня это города Багратионовск и Правдинск, и все те герои, они мужали на полях боев на территории Восточной Пруссии, и затем уже в событиях Отечественной войны 812 года. И третье сражение – это Первая мировая война. Вот на сегодняшний день наша территория является единственной территорией как для Германии, так и для Российской Федерации, где шли боевые сражения. Поэтому эта тема очень благодатная, и, например, одна из книг этой серии посвящена Гумилеву, который был участником Гумбининского сражения, и у нас есть гумилевские чтения, вот «Поэт и воин» сейчас на экране, и, то есть и конкурсы есть, и, конечно же, имя его увековечено и в мемориальных досках, в мемориальных скульптурных каких-то изображениях и так далее. Ну и дальше, пожалуйста. Конечно же, авторы свои книги посвящали и героям, которые связаны с приграничными территориями, потому что вот сейчас на экране Кристионас Данилайтис, у нас есть музей имени Кристионаса Данилайтиса, и именно в той кирхе, где когда-то служил, и есть книга, посвященная Лавису Каринту, художнику, и краеведы всей области ведут активную очень борьбу за то, чтобы домик, который сохранился, сегодня он в нем он был восстановлен и создан музей. Дальше, пожалуйста. Сколько? Хорошо. Ну вот продолжайте просто листать. Значит, что я хочу сказать. Вот в этом году впервые на конкурсе мы не выбрали книгу, которая будет публиковаться, значит, в этой рубрике, в этой серии «Лик». Это очень удивительно. Вот сегодня я тоже, слушая такие же проблемы, как есть, значит,
я понимаю, что, наверное, необходимо целый критерий выработать для этой серии. Это раз. Во-вторых, начались критические какие-то замечания, обсуждения, значит, о том, что снизился интерес к этой серии. Значит, и на это, пожалуй, нужно срочно обращать внимание. И Центру регионоведения, наверное, придется взять на себя миссию, конечно же, поработать и с этой рубрикой, и с возможностью продолжения этой жизни. Тиражи, конечно же, уменьшились. В этом году 1 миллион вместо 2, начинали с 3 миллионов. Понимаете, что как бы, но тем не менее, 20 книг и общее количество затраченных средств финансов, это более 30 миллионов на этот проект, говорит все-таки о возможности сотрудничества с государством. И самое главное, не сотрудничество, что государство все-таки может и должно оказывать помощь в продвижении краеведческих продуктов и ресурсов. Ну, а я сегодня хочу передать Галине Павловне и на нашу вот вживую они все вот такие. Да. Хорошо. Но я хочу сказать, что книга, тогда будет, ценность книги будет, мы не раз об этом говорили, тогда никогда, да, значит, она еще составляется, пишется, потом публикуется, издается, но и вот она приобретает ценность, когда находит своего читателя. Это самое важное. Ну вот эта книга «Причалы» пришла. Вот, Галина Павловна, все это, да. Это все мы вам передаем. Тут много книг, почти 20. Из-за перегруза мне пришлось 2 убрать, иначе бы меня не пропустили. Но самое главное, вот в этом издательском проекте все-таки переселенцы из Чувашии основывали населенные места Калининградской области. Так вот, Чувашия, правильно ударение сделала, являются основателями Полесского района. И вот директор частного музея, немецкая школа, вслушайтесь, Вальденвинкель в поселке Ильичево, она не дает забыть о том, что чувашские переселенцы оставили свой большой след в освоении Восточной Пруссии, ныне Калининградской области. И здесь, конечно, большая часть посвящена именно чувашским переселенцам, ну и мордовским, и из Кировской. Поэтому вот передаю. Это издательский проект. Спасибо. Спасибо, Светлана Масадировна. Есть вопросы? Ну, мы тогда поговорим Да, у нас, как всегда, вечерние заседания, и вопросов там возникает всегда гораздо больше, обдуманных уже. Это такая боль, и я так рада, что все-таки вот вы поставили, и мы снова встречаемся с Сергеем Борисовичем. Значит, у нас в этом году не будет издательской конференции по издательскому делу Калининградской области. Но вот на следующий год, на 20-летие, если так совпадет с нашим семинаром, и если вы сможете в октябре на Дни литературы к нам приехать, мы будем проводить и вот этот мастер-класс, который вот надо поучить наших специалистов. Это такие типичные ошибки, и стоит мужества большого нам, библиотекарям, отстаивать позиции, потому что в этом издательском проекте «Балтийский альманах» выиграла впервые в прошлом году неизвестное воронежское издательство типографии, не в Воронеже, а где-то в какой-то деревне. И, знаете, отстаивать мы нашли. В конечном итоге. То есть это нужно было свои какие-то амбиции засунуть куда-то, но это было сложно. Тем более вот тире, особенно вот эта история с тире, для них это все, это дремучий лес, им ничего не... Ну нет. Мы любим Воронеж. У нас в прошлом году, большой вам привет от Натальи Григорьевны, которая вела архивную музейную практику. Внезапно она вот буквально пару-тройку месяцев поменяла место жительства, всю жизнь проведя в Калининградской области, и работает уже в Воронежском университете. Я думаю, что это пойдет тоже на пользу всем. Спасибо.
Так, у нас следующий доклад. Региональный издательский проект как способ улучшения качественного состава краеведческого фонда. Наталья Александровна, боюсь ошибиться. Да, Пригар. Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Слышно меня? Так, мой доклад где-то будет перекликаться в продолжение предыдущего выступления. Региональный проект по изданию социально значимой... Там презентация. Региональный проект по изданию социально значимой краеведческой литературы является самым долгосрочным в области краеведческой информации, отражающей историческое прошлое и современное социально-экономическое развитие региона, который действует в Сахалинской области в течение 17 лет. Началась работа по проекту в 2002 году, когда Сахалинской областной универсальной научной библиотекой было проведено исследование по изучению спроса краеведческой литературы в массовых библиотеках на территории области. В ходе исследования были выявлены темы и отрасли знаний, не обеспеченные литературой, сделаны расчеты потребностей библиотек в краеведческой информации и, самое главное, необходимых объемов финансирования комплектования. Группой экспертов был подготовлен перечень тем и книг, которые, по их мнению, должны были быть представлены в общедоступных фондах. Распоряжением губернатора Сахалинской области от марта 2003 года был утвержден перечень краеведческой литературы для первоочередного издания на 2003-2010 год за счет средств областного бюджета. Документ, определивший перспективы обеспечения свободного доступа населения к краеведческой литературе через библиотечные фонды, состоял из 2 разделов. В первый раздел были включены книги о Сахалине и Курильских островах, изданные в XIX и XX веках, не утратившие исторической и научной ценности, которых не было в муниципальных библиотеках. Второй раздел содержал предложения по изданию книг современных авторов по различным отраслям науки, и всего в перечень было включено 60 названий. Объем финансирования на тот 2003 год был установлен в 2 миллиона рублей ежегодно. Этим же документом определялся исполнитель и распорядитель финансовых средств, тогда Департамент образования, культуры и спорта Сахалинской области. Одним из условий реализации проекта было издание книг на территории Сахалинской области, то есть поддерживалась издательская база региона и распространение тиражей исключительно по библиотекам области на бесплатной основе, так как финансировалась программа из централизованных средств, выделяемым областным бюджетом на комплектование массовых библиотек. Не были предусмотрены и сейчас не предусмотрены и гонорары авторам, ибо сам факт издания книг за счет бюджета уже является для них благом, потому что они освобождены от необходимости искать финансовые средства на издание своих книг, и они получают авторские экземпляры бесплатно. С 2011 года проект издания краеведческих документов для библиотек был включен отдельной строкой в долгосрочную целевую программу развития культуры в Сахалинской области на 2011-2015 годы, а затем пролонгирован в следующую программу развития сферы культуры до 2020 года. И сейчас он выделен отдельной строкой как проект издания социально значимой краеведческой литературы. Главные задачи программы – это повышение читательской культуры населения, обновление и пополнение краеведческих фондов муниципальных библиотек, музеев, архивов, научных и образовательных учреждений области, обеспечение свободного доступа населения к краеведческой информации, отражающей историческое прошлое и современное социально-экономическое развитие региона, формирование источниковедческой базы для стимулирования научно-исследовательской деятельности, ну и, конечно же, сохранение и популяризация культуры, быта и исторического наследия коренных малочисленных народов севера Сахалина и Курильских островов.
работает с этим проектом по подготовке издания литературы комиссия по изданию социально значимой краеведческой литературы, в состав которой входят ученые, краеведы, деятели литературы, искусства, обязательно представители общественницы. И регулируется она распоряжением Министерства культуры и архивного отдела на сегодняшний день от 2016 года. Возглавляет комиссию министр культуры и архивного отдела Сахалинской области, но огромная роль в реализации проекта отводится нашей библиотеке. Библиотека является заказчиком и распорядителем финансовых средств. На него возложена вся организационная и координационная работа комиссии, в том числе взаимодействие с авторами и исполнителями заказа на издание литературы. Директор библиотеки является заместителем председателя комиссии по изданию литературы, и секретарем комиссии тоже является сотрудник областной библиотеки. 13 лет это была заведующий отдела краеведения, и 4-й год работает главный хранитель фонда секретарем комиссии. Ну, после реструктуризации просто такая должность появилась. Как вы понимаете, секретарь – это основная производительная рабочая сила. Все ложится преимущественно на нее. Помимо этого, библиотека, согласно постановлению правительства об обязательном экземпляре документов Сахалинской области, является получателем всего тиража изданий, выпущенных по проекту, осуществляет распределение, доставку, общественное использование и хранение социально значимых документов. То есть мы контролируем, каким образом они доставляются и используются дальше в библиотеках. Организационные документы, состав комиссии и условия приема заявок на издание литературы обновляются, ну, с периодичностью где-то раз в 1,5 года, получается, вот так. Это связано с необходимостью приводить документы в соответствии с меняющимися правилами размещения заказов, например, на издание книг. Например, на сегодняшний день одно из первоначальных условий размещения заказа исключительно в сахалинских издательствах утратило силу в связи с изменением в российском законодательстве, о чем мы сегодня уже опять несколько раз говорили, так как теперь выбрать издателя можно только по результатам торгов. Ну, в продолжение, так сказать, более предыдущего оратора, у нас в 2016 году торги выиграла одна из типографий Московской области, Красногорская, по-моему. Так они нам в календаре вообще фотографии персон поменяли. Докачали из интернета и вставили другие исторических личностей. Наверное, решили, что мы не посмотрим, не разберем, кто там размещен. Значит, значительно ужесточились и требования к материалам, предлагаемым авторами к изданию. Вот если чуть-чуть обернуться назад, 2003 год, всю работу с авторами вела комиссия, и отбор книг, которые будут печататься по региональным средствам, тоже выбирала книги комиссии, было очень много претензий со стороны авторов в необъективности комиссии. Почему вот одного печатает, а у меня книга лучше, значит, а меня не включили, а вот мне тоже нужно напечататься. На сегодняшний день, значит, в требованиях оговорено, что каждый автор или заявитель должен предоставить в комиссию пакет документов, а именно рукопись, 2 рецензии компетентных специалистов по той или иной отрасли. Как правило, это доктора наук. И если это художественная литература, то с именами известных критиков. Предварительный расчет стоимости и заявку по утвержденной форме. Соответственно, когда рецензии на свои работы автор вынужден предоставлять сам, все вопросы по утверждению в необъективности комиссии снимаются. И обычно от 30 до 50% заявок отклоняются, тем не менее. Не обязательно вообще.
есть предложение на доработку. Допустим, комиссия предлагает доработать материал и издать его там спустя год-два, когда автор справится с замечаниями комиссии. Очень строго. Работает комиссия очень строго. В перечень ежегодных обязательных изданий, которые... Ну, это вот то, что касается, значит, тематического содержания. Но есть еще и ежегодные обязательные издания, которые издаются по этой программе. Сюда входят справочники, материалы научно-практических конференций, все библиографические пособия, издаваемые не только областной, но и крупными библиотеками региона. Среди них это, конечно, календари знаменательных и памятных дат, литература о Сахалинской области, биобиблиографические указатели деятелей Сахалинской области, 15 выпусков мы уже издали. Издано на Сахалине в таком-то году, тематические научно-вспомогательные и другие издания. Ну, в общем, всю библиографическую продукцию мы по вот этой программе выпускаем. И хочу сказать, вот чуть-чуть отступая от своего доклада, в предыдущих выступлениях были вопросы. Вот, например, мы в календари стали сейчас включать авторские статьи. Например, кто лучше расскажет о предприятии, чем работники самого предприятия, да? Или кто лучше расскажет о персоне, юбилей, который отмечает, либо если персона сама жива, слава Богу, то автор, сама персона делает, либо коллектив, где он работал, родственники и так далее. И это очень повышает качество самого издания. Что касается биобиблиографических указателей, то мы всегда, прежде чем напечатать материал, и еще на этапе обсуждения выбора персоны, мы с живущими героями наших указателей связываемся или с их родственниками и так далее. А так как у нас много еще ныне живущих лиц, уже им посвящены указатели, то и материал они подписывают в печати. То есть само лицо, о котором будет речь указатели, он утверждает материал. И, кстати, очень многие они источники дополняют, потому что, оказывается, не все есть даже в наших опубликованных, у них есть какие-то переиздания, которые как-то не отражены были в библиотеках. Ну, это увеличивает, наполняет объем наших указателей. Кроме, значит, естественно, библиотеки, активное участие в реализации проекта и принимают участие Сахалинский областной краеведческий музей, Государственный исторический архив Сахалинской области, у них тоже есть свои ежегодные издания, Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии у нас есть такой, и Институт морской геологии и геофизики. Наталья Александровна. Ау, у меня что, время есть? Да вы что? Ну давайте я хотя бы о двух-трех этих, я просто хотела саму кухню немножко раскрыть. Возможно, у кого-то будет. Тогда я не буду говорить о вот этих общих, я просто хочу представить ряд проектов. Ну, там уже презентация прошла. Хочу сказать, что большинство книг представлены в электронном виде на сайте нашей библиотеки, и вы можете с ними ознакомиться. Некоторые я привозила в Пермь и в Вологду. Просто сейчас не совсем из дома, поэтому, значит, не могла с собой привезти. И они поступают, естественно, в федеральные библиотеки, и можно с ними ознакомиться. И вот благодаря этому проекту, значит, так, ой, секунду, я пролистнула в торопях. Секунду. Вышло несколько очень интересных изданий, о которых я бы все-таки хотела рассказать. Например, значит, так, например, значит, вот, нашла. Значит, самый первый очень интересный реализованный проект, который мы выпустили в рамках издания социально значимой литературы,
было уникальное двухтомное издание в футляре, выпущенное к 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова и 120-летию его поездки на остров Сахалин. Книга Чехова «Остров Сахалин» из путевых заметок, отдельный том. И комментарии книги Чехова «Остров Сахалин», который подготовил доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Сахалинского университета Высоков. И вот эти сами комментарии, они по объему значительно превышают в несколько раз саму книгу Чехова. Высоков настолько тщательно изучил авторский материал, и что книга его, комментарий, получилась как самостоятельное вообще произведение, по которому можно изучать историю, географию, этнографию, энтомологию и другие аспекты жизни острова. И вот это издание, которое выпустило дальневосточное издательство «Рубеж», стало победителем всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина», которое ежегодно проводит Федеральное агентство по печати и массовых коммуникациям. Вторым-то подобного рода изданием стало двухтомное комментированное подарочное издание книги Невельского «Подвиги русских морских офицеров на Дальнем Востоке». То есть это идет книга, переиздание ее и комментарии к ней. Причем, вот, что касается последней, в основу книги было положено первоначальное издание 1878 года, то есть без всякой цензуры, первоисточник. И так как у меня время подошло, к концу единственное хотела я бы добавить следующее, что с полным списком всей литературы, которая вышла в рамках проекта, можно ознакомиться не только на сайте нашей библиотеки, но и на сайте Министерства культуры и архивного дела. Там есть и статистика, и перечень по годам всей литературы, которая она выходит. И, значит, на сегодняшний день вот за 17 лет издано более 200 наименований книг по программе, тиражом более 110 тысяч экземпляров. И финансирование на 2019 год установлено уже в 5 миллионов 600 тысяч рублей. То есть выросло финансирование в разы. Но по поводу, как говорится, эффективности программы, пожалуй, я заканчиваю. Самый большой эффект – это то, что показатель пополнения краеведческих фондов муниципальных библиотек достиг 7%, а в 2001 году он составлял 2%. Я думаю, что это вот лучший показатель эффективности программы. Да, не вижу откуда. Сейчас, минуточку, сейчас подойдет Анна Малышева. Большое спасибо, Наталья Александровна. Тамбов, областная библиотека, Людмила Николаевна Патрина. Вы знаете, очень рада за Сахалин, что у вас такое финансирование издательской деятельности. Но у меня такой вопрос. А сколько вам выделяют средств на комплектование государственных и муниципальных библиотек? Так, значит, муниципальных библиотек у них свое финансирование. Нам на библиотеку дают 10 миллионов в год. Вам на библиотеку? Да. Ольга Вячеславовна Титова, Центральная районная библиотека Чехова, город Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, как вы будет ли у вас что-то выходить, посвященное Антону Павловичу Чехову в следующем году, 160 лет, юбилей поездки на Сахалин? Да, конечно. И что у вас запланировано? Значит, у нас, во-первых, очень большая программа, у нас есть проект, значит, вот этот чеховский, мы входим в сообщество чеховских музеев и библиотек. У нас с Чеховым в основном работает, у нас есть специализированное структурное подразделение «Зал имени Чехова». Это не краеведческий отдел, они больше с этой темой работают. Вот. Ну, у нас на Сахалине три темы. Это Чехов, коренные этносы и нефть. Вот поэтому у нас вот это вот как бы
очень хорошо изучается, и мы пишем о ней. И у нас будет фестиваль патриотической книги «О России с любовью», и вот будут приезжать писатели, мы будем как раз с чеховской тематикой связывать. Да, и, ну, чтобы не занимать время, я вам потом отдельно расскажу, хорошо? Уважаемые коллеги, мы как самые ближайшие соседи сахалинцев, я вам еще одну их тайну хорошую открою. Вот вы сейчас все услышали, что такие у них выделяется такое финансирование. Это, конечно, здорово. В свое время мы страшно завидовали, конечно, только белой завистью. В том плане, что у них было принято специальное постановление. Это все же вот они там писали, обосновывали, ходили, хлопотали. И их, в общем-то, губернатор подписал через специальное постановление о финансовой поддержке их двух обязательных видов издательской деятельности. Это календарь и новая литература о Сахалинской области. И если мы всю жизнь страдали и ходили с протянутой рукой, у них каждый год все это было, в общем-то, в финансах. А сегодня вот вы слышали, что целых 10 миллионов. Молодцы. Мы продолжаем завидовать вам белой завистью. Я просто хочу сказать по поводу роли не только государства, да, но и общественности. У нас уже были случаи, несколько причем случаев в регионе, когда в связи с закрытием муниципальных мелких сельских библиотек в ряде населенных пунктов просто население вышло и отстояло, библиотеки оставили. Не везде, как на полную ставку, но хотя бы на полставки оставили. И комплектовать продолжают. Уважаемые коллеги, программа продолжается. Так, летописание земли Кайгородской. Это наши коллеги из Республики Коми. Хмурковская Татьяна Борисовна, директор Кайгородской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики Коми. Я понимаю, что время мы уже все перебрали, поэтому я уложусь в 10 минут и очень быстро промчусь по издательско-краеведческому проекту, двум издательско-краеведческим проектам нашей сельской библиотечной системы. Сразу идите на второй слайд. Наш район, переключайтесь. Наш район Кайгородский, я представляю Кайгородский район Республики Коми. Это самый большой по территории, но самый малочисленный район в Республике Коми. У нас очень интересная история в том плане, что мы много раз теряли свою самостоятельность, но оставались при своих территориях и принадлежали разным регионам и районам. Поэтому у нас весьма интересная почва для исследовательской деятельности. К тому же на территории нашего района располагается 3 старинных села и 2 старинных рабочих поселка, а еще 9 поселков наследия советского прошлого. У нас возникло, в 2010 году у нас зародилось два издательских проекта. Они у нас в чем-то разные. Один проект – это Гривенский цикл, и Гривенский цикл продолжение следует. Он у нас, второй проект – это летописание, собственно говоря, земли Кайгородской. У каждого из наших проектов, дальше не щелкайте, у каждого, вернитесь назад, остановитесь здесь. У каждого из наших проектов своя орбита и своя особенность. Всего в рамках 2 наших проектов выпущено с 2010 по 2019 год 75 краеведческих изданий, 35 из них размещено на сайте библиотечной системы. Наш Гривенский цикл сегодня уже включает более 60 изданий, часть которых располагается на сайте ЦБС. Можете переключить. Душой этого проекта в 2010 году стал педагог и краевед, а впоследствии и библиотекарь Чугаева Татьяна Евгеньевна. Переключите. Еще переключите и остановитесь. К сожалению, 12 февраля 2019 года Татьяна Евгеньевна после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни. Это был изумительный человек, многосторонний педагог, библиотекарь, эколог, краевед. Благодаря Татьяне Евгеньевне наше краеведение стало разнообразным, нескучным, нестандартным. Сама родом из Владимировской области, она стала истинным патриотом малого
коми села Грива. Более 25 лет вместе со своим супругом, тоже, к слову, уникальным человеком, она занималась сбором уникальной информации о селе Грива. Был собран огромный архив личных документов, архивных, фотографий, живописных мест села Грива, окрестностей. Записывались воспоминания старожилов. И вот именно этот архив семьи Чугаевых и стал основой издательского цикла «Гривенский цикл». Переключите. Надо заметить, что Чугаевы собрали огромное количество редких фотографий с последней четверти XIX до нынешних дней. И вот именно эти фотографии стали основой буклета «Грива. История села». Оно стало вторым печатным изданием из нашего печатного цикла «Гривенский цикл». А первым изданием стал рекламный проспект «Грива. Село в Медвежьем краю». Его цель была дать как можно больше информации наглядной о селе через максимум ярких фотографий и минимум текста. В рамках одного выступления невозможно рассказать обо всех издательских уникальных изданиях, которые вышли в рамках этого проекта. Поэтому я остановлюсь очень коротко на двух. Порой редкие архивные документы находятся в странных местах. Но, казалось бы, в старом туалете, в деревенском туалете, в давно заброшенной деревне. Все это завязка почти детективной истории, которая началась аж в 2001 году. Потрепанную тетрадь с карандашными записями сельчанин принес в дом Чугаевых, так как знал, что они очень трепетно относятся к таким вещам. Это была поистине драгоценная находка. Расшифровка карандашных записей затянулась на 9 лет, так как спустя какое-то время эта тетрадь потерялась. Тем не менее, часть записей была расшифрована, благодаря чему появилась первая история краеведческого опуса «Путешествие по Европе» из старых записей Саввы Тебенькова, солдата Первой мировой войны. Надо сказать, что эта тетрадь склонность исчезать. Сейчас она опять находится в статусе потеряшки. Но история продолжается. В 2014 году наша библиотека, Гривенская библиотека, принимает участие в международном культурно-просветительском проекте «Перекличка веков. Первая мировая война. Мир сегодня». Первая мировая война и мир сегодня. Как вы знаете, он проходил в Беларуси. Мы выступили в конкурсе эссе «Первая мировая. Города и люди» с работой фотографий из прошлого и заслуженно заняли первое место. Из этого эссе чуть позже появился еще один краеведческий очерк «Судьбы солдатские» о солдатах Первой мировой войны. Он связал воедино все три работы и повествовал об истории потрясающей находки и кропотливой исследовательской работы длиной почти в 13 лет, которая связала воедино старинную тетрадь, найденную в 2001 году, и случайно найденную фотографию в архивах нашего республиканского архива. Переключитесь, на этом мы остановимся, еще раз переключитесь. И вот на этом. Еще одно уникальное краеведческое исследовательское издание – это «Топонимика села Грива». Работа над ним длилась почти 10 лет, и она все еще не закончена. В ней собраны заметки о топонимах, гидронимах Гривенской округи. В нее нашли названия дорог, лесов, местечек, речек, собранные во время опросов местных жителей. Материалы найдены в различных архивах, в краеведческих изданиях. По нашим сведениям, это единственное издание такого плана в Республике Коми, так как в нем наиболее полно представлены все известные на сегодняшний день местные названия окрестностей села Грива Кайгородского района. На основе материала этой книги было издано 25 буклетов по отдельным топонимам и гидронимам, куда были добавлены всевозможные были и небылицы, связанные с этими местами.
В 2013 году был запущен второй проект, издательский проект, это «Летописание земли Кайгородской». Основная цель была собрать уже информацию не по одному селу, а по всем населенным пунктам нашего района. Основная цель – создание единой информационно-краеведческой базы фактографических данных и собственных краеведческих печатных и электронных продуктов, в том числе сувенирных. В рамках проекта нашей библиотекой, Центральной библиотекой, издавались и издаются, и готовятся к печати различные истории, различные издания по истории района, в целом, отдельно по населенным пунктам, учреждениям, предприятиям, ну и, безусловно, людям, так или иначе оставившим свой след в истории нашего района. Первым печатным изданием проекта стал культурно-краеведческий календарь на 2014 год. Как вы помните, это был год культуры в Российской Федерации. Поэтому героями нашего календаря стали не только работники культуры, но и жители района, которые внесли значительный вклад в развитие культуры Кайгородского района Республики Коми. Издание получилось ярким, информативным и имело большой резонанс районного значения. Для расположения лиц месяца мы использовали два подхода. Как по дате рождения, так и по какой-то конкретной, по конкретному знаковому событию в жизни героя нашего календаря. Вообще 2014 год в нашем районе был достаточно богат на события и юбилейные даты. Так наш район в июне 2014 года отметил свой 65-летний юбилей. И к этой знаменательной дате мы издали комплект сувенирных открыток «Земля Кайгородская». После его издания администрация района, надо еще отметить, что 2014 год был достаточно тяжелый в финансовом плане для нашего района. А так как год юбилейный и без какого-то знакового издательского продукта печатного никак не обойтись. Поэтому администрация района обратилась к нам после того, как увидела комплект наших открыток, для того, чтобы мы подготовили к изданию подарочное художественное информационное издание о районе. Мы его подготовили и издали силами нашей библиотеки. Вот такое получилось симпатичное у нас издание, есть такой район Кайгородский. Несколько лет работы издательского проекта принесли нам не только опыт, но и известность и, что немаловажно, дополнительное финансирование и укрепление материально-технической базы Центральной библиотеки для того, чтобы наша издательская деятельность имела место быть. Решение сделать ставку на ностальгию стало для нас весьма удачным, так как люди, давно покинувшие не только родное село, но республику и даже страну, возвращаясь ненадолго, стремятся увести с собой частичку прошлой и, как оказалось, счастливой жизни. Так, в 2015 году родилась идея о создании сувенирного набора открыток «Кайгородок. Прошлое и настоящее» к юбилею нашего села. Первый тираж вышел в 2016 году. Основой его стала как собранная библиотекой, так и районным краеведческим музеем большая база данных оцифрованных фотографий, черно-белых, разных лет, отражающих жизнь села с 50-х до 90-х годов прошлого века. Мы не остановились на первоначальной идее перевести постоянную музейную фотокомпозицию в формат сувенирных открыток. Мы решили, что это будет очень просто, и поэтому решили пойти дальше и попытаться снять тот же кадр с того же ракурса, но уже в цвете, и совместить два вида – прошлое и настоящее. Это была поистине сложная и грандиозная задача, потому что сильно видоизменилась не только архитектура села, но какие-то объекты вообще исчезли, и было достаточно трудно определить, где они когда-то находились. А кроме того, мешала плотность заселения и озеленения села, из-за чего было трудно сделать необходимые нам кадры. Благодаря работе над этим комплектом наша краеведческая база пополнилась новыми сведениями и фактами. Так мы с удивлением узнали, что наше старинное село Кайгородок, которое окружено Пармой, тайгой, на самом селе практически зелени в то времени не было. Но зато теперь мы знаем, благодаря кому весь Кайгородок сегодня утопает в зелени.
Комплект получился удачным, весьма востребованным, как оказалось, продолжающимся, потому что к нам поступило много просьб и пожеланий дополнить его как новыми фотографиями и даже сделать целый цикл таких сувенирных открыток. В 2016 году наш проект расширился новым направлением – издание книжной продукции по итогам детской краеведческой издательской деятельности. Это было весьма своевременное решение, так как наша Национальная детская библиотека Республики Коми в 2016 году объявила республиканский конкурс на Древней земле Биармия как раз по изданию детских самодельных самиздатовских книг. Естественно, что наша библиотечная система приняла в нем самое непосредственное участие. Переключитесь. Спасибо. И результат не заставил себя ждать. 4 призовых места, 2 из которых первых из 6 поданных работ. Все работы были отмечены не только по содержанию и глубины поданного краеведческого материала, но еще и с точки зрения полиграфии. Хотя, как теперь я понимаю, что нам польстили. Поэтому мы над ними поработаем и переиздадим. Ну и как заключение, я могу сказать о том, что мы делаем ставку на нашу печатную библиографическую продукцию, знаете, как на некий такой пучок емшан травы степной, да, вдохнув аромат которой хочется возвращаться вновь и вновь в свои родные края. Спасибо, у меня все. Коллеги, вопросы, реплики? Да. Ага. Ольга Титова, Санкт-Петербург. Позвольте мне выразить восхищение. Я думаю, что многие к нему присоединятся, потому что гораздо проще работать крупным библиотекам с хорошим финансированием, чем вам, истинным подвижникам своего дела. Спасибо вам. Спасибо. Ульяновск, библиотечная система. Вот я так понял, вы очень много работаете с полиграфической продукцией, с открытками, с какими-то буклетами, где очень много визуальной информации. А почему вы не обращаетесь за помощью к дизайнерам? Ну, во-первых, дизайнерская работа – это достаточно дорогое удовольствие. Я подчеркну еще, да, что фрилансером, например, хотя бы. Вы знаете, может быть еще и к тому, что у нас в Центральной библиотеке подобрался такой творческий и креативный коллектив. И мы, в принципе, можем свою информацию обработать сами, ничуть не хуже. Да, но тем не менее, да, вы знаете, пока наша издательская деятельность, я скажу так, находится, вот если ее сравнивать с человеком, да, мы уже не младенец с погремушкой, но мы еще и не солидный человек с хорошей пишущей ручкой. Поэтому на данный момент мы обходимся своими силами, но не исключено, что деятельность будет развиваться, и мы будем обращаться к профессионалам, но не факт. Совсем коротенький комментарий. Я эти издания видела, я про них, если кто помнит, рассказываю, по-моему, на каждом семинаре про коллег из этой библиотеки. Гривенский цикл меня в свое время потряс. Там одна есть штука еще, надеюсь, вы заметили. Там картинки соединены вот с этими былями, небылицами, рассказами, да? То есть ты смотришь на картинку, и тут же есть фрагмент как устной истории. Вот это совмещение предельно интересно. И еще... Я боюсь спрашивать, как оформлен ваш архив, вот что происходит с тем материалом, на основе которого вы все это дело делаете, печатаете. Но я хочу сказать, что у этих добрых людей фотографии, которые, ну не фотографии, картинки, которые не фотографии, всегда подписаны. Вот кто нарисовал, да, вот это всегда То культура. имя и стоит, да. Культура у наших добрых коллег потрясающая. Вот вам, пожалуйста. Мы даже подписываем небольшие детские рисунки. Мы 2 года тому назад делали такой печатный благотворительный проект. У нас умерла от онкологии замечательная писательница, начинающая писательница. И мы, когда она еще была жива, она обратилась к нам, в силу таких дружественных отношений, обратилась к нам за помощью издать ее сказку и перевести на коми язык. Мы ее издали, и мы подумали, что здесь будет хорошо обратиться к детям, чтобы они нарисовали картинки. И вот картинки 5-летнего возраста, это дитё, или уже 14 лет было подростку, которые рисовали. Мы все это отметили. Было приятно и тем,
кто увидел свое имя в печатном издании, да, и открыл для себя какое-то, может быть, стремление пойти в детскую школу искусств. Мы считаем, что это тоже наша заслуга, с одной стороны. Яна Евгеньевна. Два вопроса небольших, город Пермь. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас редакционно-издательский совет, который смотрит все, что вы издаете? Есть. И еще вы буклеты тоже называете изданиями? Нет, буклеты мы изданиями не называем, мы просто для того, чтобы книга получилась очень большая, а для того, чтобы информация, потому что к нам обращались из нашего Сыктывкарского государственного университета по поводу этимологии и топонимики мест Республики Коми, и для того, чтобы не давать им все издание, да, оно же авторское с одной стороны, чтобы оно не разошлось, мы его разбили на такие отдельные буклеты, для того, чтобы как можно больше народу узнала об интересных местах, о топонимике, о этимологии того или иного названия. Поэтому оно просто как раскрывает издание, как рекламные буклеты, скажем так, потому что они еще как раз были подготовлены. Есть у нас такой район Ударский, и там летом постоянно проходит праздник коми-книги. И вот для того, чтобы издателям предоставить и помочь нашим краеведам найти точки соприкосновения с профессиональным издательством, да, мы как раз и подготовили вот такие вот буклеты. Но мы их не относим к издательской деятельности. А что это вы не относите? Нормальные Ну, издания? тем не менее, это все-таки малые формы и информационной библиографической деятельности. Я прошу библиотечной. прощения, нормальные издания, книжки бывают разные, Бывают. тоненькие, толстенькие. Тираж, значит тираж, так как у нас вся издательская продукция, я подчеркиваю, что мы издаем их на базе нашей центральной библиотеки, да, соответственно, они все должны самоокупиться, но тем не менее они должны быть продаваемы. Тираж у нас идет от 30 до 300 экземпляров, в зависимости от востребованности. Надо сказать, что вот благодаря комплекту открыток, у нас еще один замечательный комплект сувенирных открыток, это посвященный нашему уникальному поселку, рабочему поселку Кажем, и вот этот вот комплект, они нам помогли приобрести, ну, не полную, но 2/3 нашей мини-типографии, которая у нас сейчас есть. Плюс, когда, вот вы знаете, когда вот наша власть, вот что это и что еще интересно, вот эти два проекта позволили нашей библиотечной системе скинуть этакое облако невидимости. Нас увидели, понимаете? И когда вот в прошлый год, 2018 год, был очень тяжелый для нашей культуры в Республике Коми, когда по нам танком проехалась оптимизация, и когда нас в июле месяце вызвала администрация на ковер всех руководителей учреждения культуры, и мы пришли все такие, думаем, ну вот, нам дали план 20 человек сократить. Как, откуда со всей культуры столько? Небольшой район, так немного учреждений культуры. И Начфин сразу сказала мне: Татьяна Борисовна, сядьте, ЦБС мы не режем. Понимаете? Вот это, я считаю, что это вот мы не только работаем, скажем, на сохранение нашей уникальной краеведческой информации, да, но мы еще и сохраняем, собственно говоря, наши библиотеки и наших библиотекарей. Спасибо огромное, Татьяна Борисовна. Респект просто вам и вашим коллегам передаете. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Ну что, следующий доклад. Александр Андреевич Лобов, заведующий сектором краеведения рыбацкой библиотеки номер 6 Невской ЦБС города Санкт-Петербурга, опыт работы с издательскими проектами в области петербурговедения в рыбацкой библиотеке. Можно микрофончик? Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, наверное, сегодня один из редких представителей районной библиотеки, поскольку все докладчики у нас в основном представляли крупные региональные библиотеки, да, республиканские, областные. Поэтому, наверное, мое сообщение сегодняшнее будет более интересно прежде всего представителям районных библиотек. Почему я об этом говорю? Потому что, вот, скажем так, в этом году у нас в Петербурге проходили курсы повышения квалификации по специальности библиотечное краеведение. На обучении присутствовало большое количество представителей всех центральных библиотеческих систем Петербурга. Да, я увидел своих коллег из других организаций. И самое главное, я воочию увидел запрос своих коллег на краеведческую деятельность в своей библиотеке. Потому что, как сегодня вот было сказано в докладе уважаемой Надежды Михайловны, да, далеко не все библиотеки, да, то есть велик процент библиотек, которые вовсе этой деятельностью и не занимаются в нашей стране, в том числе и в Петербурге, между прочим. Вот, поэтому коллеги обращались ко мне как
опытному товарищу, что называется, в кулуарах, да, спрашивали, как вы начинали, что вы делаете для этого, что нужно вообще делать, так, чтобы это наладить. Да? Потому что запрос, повторяю, по-настоящему велик, то есть люди учились очень увлеченно, с горящими глазами, да, то есть видно было, что они очень этого хотят, это очень интересно, да, и они просто жаждут этого. Это к тому, да, какое будущее библиотек нас вскоре может ожидать. Да. Сегодня были не очень хорошие прогнозы, были сказаны на пленарном заседании. Но вот эта вот деятельность, я думаю, она действительно позволит исправить ситуацию для многих в будущем. Так, я приступаю к своему докладу в целях экономии времени, до регламента. Я, наверное, буду все-таки обращаться к тексту своего доклада. Так, я представляю Рыбацкую библиотеку Невской центральной библиотечной системы Санкт-Петербурга, которой в следующем году, в 2020 году, исполняется уже 115 лет. То есть это довольно неплохо для районной библиотеки. Из этих 115 лет последние 30 лет библиотека активно занимается как раз краеведением. И 25 лет из своей краеведческой деятельности она занимается издательской работой, то есть выпускает краеведческую литературу. Рыбацкая библиотека является информационным и краеведческим центром микрорайона Рыбацкая. Работа библиотеки по удовлетворению читательских запросов краеведческого содержания в начале 90-х годов XX века быстро переросла традиционные библиотечные формы и привела к серьезной исследовательской, а затем и издательской работе. Располагая полноценным архивом исторических документов, библиотека уже 25 лет успешно занимается осуществлением серьезных краеведческих проектов, среди которых важнейшими стали как раз издательские, связанные с изучением исторической окраины Санкт-Петербурга. Вот собственному опыту работы, развитию нашей библиотеки, моим представлениям об этом развитии посвящен данный доклад. С начала 90-х годов XX века краеведческое движение в России набирает свою силу. Библиотечное краеведение постепенно становится приоритетным направлением в работе большого числа российских библиотек, но, к сожалению, не всех. Ну, на то есть и объективные причины, и не все библиотеки обязаны заниматься исключительно краеведением. Так, но для того... Так вот, является приоритетным направлением в работе большинства российских библиотек. А публикаторской и издательской работой занимаются сегодня уже не только крупные районные библиотеки, то есть не только крупные публичные библиотеки, как региональные, областные, республиканские, но и районные. Если библиотечное краеведение – это собственный вклад библиотек в краеведческое движение, то издательская деятельность в них – это значительный вклад в развитие самого библиотечного краеведения. Но для того, чтобы начать издательскую работу, должны сложиться соответствующие условия. То есть я это прежде всего обращаюсь к тем, да, которые только начинают. Должны сложиться соответствующие условия. В библиотеке, во-первых, должна появиться постоянная краеведческая экспозиция. Это очень важно. Фонд краеведческой литературы по своему региону, то есть не по всему. Архив документальных материалов, а также налажена системная экскурсионная работа. Создание собственного краеведческого архива дальше. Создание собственного краеведческого архива. Второй слайд, пожалуйста. Создание собственного краеведческого архива библиотеки началось в 1993 году. В историко-краеведческом зале под названием «От рыбной слободы до современного Рыбацкого», а это полноценный музей истории Рыбацкого, открытом в 1998 году, хранятся самые разные документы. Я их не буду перечислять, то есть многие из вас располагают архивами, представляют, из чего он состоит. Так вот, на данный момент в нашем архиве содержится около 5000 документов и 460 экспонатов. 70% документов из этого архива введены в полнотекстовую электронную базу данных «Рыбацкая слобода». А в 2016 году на базе историко-краеведческого зала возникло и новое подразделение – сектор краеведения. По мере накопления архивного материала начинается и серьезная работа по его активному использованию. Наличие литературы по своему региону в краеведческой экспозиции особенно ценно, потому что в этом проявляется еще и ее отличительная чисто библиотечная черта. Ну, это я к своему опыту обращению в краеведческие музеи, в галереи, да, когда я спрашивал, а почему у вас нет литературы здесь? Да? Вот я хочу знать, вот помимо вот вашего рассказа, еще что-то. Они говорят, ну мы же не библиотека, чтобы их держать. Я говорю, ну, это очень полезно для тех, кто интересуется. Люди же обращаются к вам за знаниями, за информацией. Это же можно устроить. Ну вот они говорят, не библиотека.
Вокруг такого музейного уголка всегда объединяется большое число творческих людей. Многие годы Рыбацкая библиотека сотрудничает со своими многочисленными помощниками, краеведами и писателями из числа местных жителей. В совокупности все это и становится хорошим стимулом для начала издательской деятельности. Подготовка к выходу печатного издания полностью соответствует замыслу большого библиотечного проекта. Это тот самый краеведческий продукт, который остается навсегда. То есть, когда уже и нас не будет, а возможно и наших библиотек. Это книги, которые мы выпустили, да, они все равно остаются. Это тот самый краеведческий продукт, который остается навсегда. Широкое поле для деятельности в этом направлении дает библиотекарям и разнообразие издательских форм краеведческих работ. То есть здесь можно максимально использовать те силы, которые есть в распоряжении. Здесь можно издавать путеводители, словари, словники, алфавиты, календари, справочники, альманахи, сборники статей и очерков, краеведческие листки, монографии и другие формы. Систематической издательской работой Рыбацкая библиотека занимается с 1995 года. Следующий, пожалуйста. С 1995 года. Результаты совместных исследований тогда сотрудников библиотеки и местных краеведов, документальные материалы и художественные произведения были собраны под одной обложкой в литературно-краеведческом альманахе «Рыбацкая слобода», первый номер которого и вышел в 1995 году к 90-летнему юбилею нашей библиотеки. Альманах предназначался для жителей Рыбацкого и петербуржцев, интересующихся историей города и литературным творчеством наших современников. Всего с тех пор вышло 6 выпусков. Периодичность такая, что примерно один выпуск в 5 лет. 30 лет выходит. Краеведческие исследования профессионалов и любителей сделали тогда альманах заметным событием в петербурговедении. Значительным также стал издательский проект, посвященный известным жителям Рыбацкого. Следующий, пожалуйста. Дальше. 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 Угу. Справочное издание в 2003 году вышел первый выпуск справочного издания «Люди земли Рыбацкой», в котором были представлены автобиографии, биографии и библиографические сведения о людях в разное время живших и работавших в Рыбацком или сделавших старинную окраину Петербурга предметом своего творчества. В дальнейшем публикация таких материалов была продолжена, и вот на сегодняшний день, как видите, вышло уже 4 выпуска. То есть это отдельный самостоятельный издательский проект. В 2003 году в стенах библиотеки состоялись первые открытые рыбацкие краеведческие чтения «Рыбацкая от истоков к будущему». Доклады участников составляются в сборнике материалов чтений, а некоторые из них были напечатаны в нашем альманахе «Рыбацкая слобода». В 2017 году библиотекой был издан сборник краеведческих очерков под названием «Из истории следующей». Из истории Преневской окраины. Дальше, пожалуйста. Из истории Преневской окраины, составлены из лучших работ по материалам чтений за все 16 лет их проведения. В 2006 году при Рыбацкой библиотеке был создан клуб по изучению родословия «Память рода», действующий в ней до настоящего времени. За этот период члены клуба провели 2 конференции по генеалогии, по итогам которых, опять же, вышло 2 сборника «Эпохи, судьбы, адреса» 2014 и 2019 года соответственно. Следующее. Основные события трехвековой истории Рыбацкого сжато, но информативно представлены в другом краеведческом издании библиотеки, историческом календаре «Рыбацкая слобода. 3 века с Санкт-Петербургом», вышедшем в 2016 году к 300-летию Рыбацкого. Рыбацкая моложе Петербурга всего на 13 лет. Написанный в популярной и доступной для восприятия форме, календарь был выпущен очень большим тиражом. На массовых мероприятиях по-прежнему организуется бесплатная раздача народного издания всем жителям нашего микрорайона с целью заинтересовать новоселов информацией об истории места их проживания и поддерживать в них этот интерес дальше. Последний издательский проект под названием «Рыбачья слобода. XVIII век» из серии «История в веках» был реализован в 2018 году. Замысел проекта заключался в том, чтобы подготовить и издать более серьезную краеведческую работу по истории слободы, которая удовлетворила бы запросы более взыскательных читателей, познакомила бы их с отдельными деятелями, проживавшими в разное время в слободе. Издание представлено в виде сборника краеведческих очерков, тематически подогнанных, в форме брошюры, повествующих о событиях далекого прошлого за Невской заставой.
Работа подготовлена целиком на основе информационных ресурсов из архива историко-краеведческого зала, это о важности собственного архива, да? На основе авторских работ местных краеведов, с которыми мы дружим, общаемся, сотрудничаем, на основе журнальных и газетных статей, местных газет, как правило, материалов открытых рыбацких краеведческих чтений. То есть, по сути дела, везде использовался свой материал. Проект будет иметь свое продолжение. В 2019 году будет издан сборник «Рыбацкая слобода. 19 век». У слободы поменялось тогда название. А в 2020 году выйдет «Село Рыбацкое. 20 век». В дальнейшем на основе этих 3 изданий планируется подготовить серьезную же авторскую или коллективную монографию. Это как получится. Информация о выходе в свет новых краеведческих изданий освещается в местных газетах, в соцсетях, мы ведем несколько групп, и на деловых встречах с коллегами из других организаций. Вышедшие работы можно также почитать и в электронной форме на сайтах Невской ЦБС и муниципального образования «Рыбацкое». В чем мы видим положительное значение вот изданных этих работ? Я думаю, это положительное значение, оно сказывается не только на работе Рыбацкой библиотеки, но и всех библиотек вообще, которые занимаются данной формой деятельности. Итак, положительное значение изданных краеведческих работ можно определить так. Издания стали достойным вкладом в петербурговедение. Второе. Само наличие и количество изданной литературы повышает в глазах общественности значение краеведческой работы, проводимой в библиотеках. Это полезные пособия для проведения традиционных краеведческих мероприятий, экскурсий, лекций, конкурсов, викторин. Мы активно этим и пользуемся на самом деле. В том числе и благодаря этим работам происходит сохранение культурного наследия и исторической памяти региона, поддержание интереса горожан к памятникам и культурным ценностям места своего проживания. Последний, пожалуйста. Издательская деятельность библиотеки имеет как свои преимущества, так и свои ограничения. Вот я сейчас сказал про ограничения, а мне сразу вспомнилось выступление Сергея Борисовича. Я вот сидел и слушал: Господи, какой полезный человек. Как хорошо такого консультанта иметь рядом. Вот когда в трудные минуты, в тяжкие минуты, когда ты попадаешь в цейтнот, очень неплохо позвонить этому человеку, правда? Издательская работа в библиотеке имеет, значит, свои преимущества и недостатки. К преимуществам относятся наличие собственных источников информации, уникальных порой, и фонда краеведческой литературы. Далее, связь с профессиональным сообществом, библиотекарями, музейщиками, архивистами, преподавателями и со старожилами, особенно важно со старожилами. Своя читательская аудитория, представленная в основном местными жителями. То есть местные жители активно охотятся за нашими изданиями. Активно. То есть это никогда не было по-другому. Поэтому мы знаем, для кого мы работаем прежде всего. Хотя и не только они, конечно же, обращаются к нам. Ограничения же касаются прежде всего, понятное дело, финансовых ресурсов, штатных единиц и времени, отпущенного сотрудникам на данную работу. Все издательские проекты Рыбацкой библиотеки были осуществлены при финансовой поддержке, то есть откуда вот брать деньги обычным районным библиотекам, да, которых не снабжают из центра. Так вот, все издательские проекты Рыбацкой библиотеки были осуществлены при финансовой поддержке муниципальной власти. В основном книги издаются типографским способом с привлечением средств из бюджета муниципального образования «Рыбацкое». Первые 4 выпуска альманаха «Рыбацкая слобода» издавались по программе депутата Заксобрания Петербурга Андрея Лавягина, человека очень неравнодушному к культуре. Далее все выпускалось уже при содействии просто муниципального образования Рыбацкого. Особенно ценной является помощь краеведов-любителей, имеющих, в отличие от библиотекарей, занятых на своем основном месте работы, да, имеющих время и желание работать в государственных архивах. Я заканчиваю. Старожилов, генеалогов и научных помощь старожилов, генеалогов и научных работников. Для выполнения элементарной издательской работы, элементарной, то есть с чего можно начать обычным библиотекарям, которые не располагают должным ресурсом. Так вот, я считаю так, что для выполнения этой издательской работы в библиотеке достаточно уже 2 специалистов. Вопрос каких? 2 специалистов, один из которых отвечает за составление, коррекцию и редакцию текстов, а другой за техническую поддержку и подготовку текста к передаче в типографию. Техническую и информационную поддержку по реализации всех издательских проектов в Рыбацкой библиотеке осуществляют ее сотрудники и их помощники из числа местных жителей. Подготовленные к изданию тексты корректируются и редактируются всегда собственными силами. Это вот в ущерб, может быть, иногда качеству, о котором, опять же, Сергей Борисович сегодня говорил.
Так вот, я в заключении хочу сказать, что издательская работа в библиотеках, больших и малых, районных и региональных, как и во многих малых краеведческих музеях, является на сегодняшний день все-таки мало распространенной. То есть нас сейчас здесь много, а вообще это не совсем так. Рыбацкая библиотека находится в постоянном поиске новых эффективных форм работы с имеющимся в ее распоряжении материалом. Ее развитие, не в последнюю очередь, связывается с успешной работой и в этом направлении. А вообще, я считаю так, что организация краеведческой и издательской работы в библиотеках непременно однажды принесет пользу любой, каждой из них. Это обязательно случится. То есть это действительно благодарный путь для развития. Вот увидите, кто этим не занимается. К этому стоит стремиться. В этом заключается одна из высоких миссий библиотеки сегодня. Спасибо. Да, я хотел бы поблагодарить наших уважаемых хозяев гостеприимных. Я приготовил как раз это. Вот Галина Павловна вот идет в качестве хозяйки гостеприимной. Деловой подарок. Спасибо вам большое за теплую встречу. Я в восторге от вашего гостеприимства и в предвкушении еще большего. Спасибо вам. Коллеги, я поздравляю Александра Андреевича с дебютом на нашем семинаре. Ну вот в очередной раз не стыдно за Питер. Мы, к сожалению, нас ждет автобус, поэтому предложение такое, поскольку у нас замечательно организованные обеды, завтра нам не придется никуда ехать, предложение такое, мы доклад ярославцев переносим на завтра, на самое утро, да? И тогда же, поскольку будет тема, мы обсудим Александра Андреевича, мы все ему скажем, что мы про него думаем. Сейчас мы собираемся и идем вниз на автобус. Спасибо всем за сегодняшнее заседание. Это было замечательно. Молодец. Да. А мы оставим здесь. Значит так, я все поняла. Во-первых, перестань переживать. Абсолютно. Потому что доклад был хороший. Все понятно. Нет. Все, вот послушайте. Послушайте. Да, конечно. Страшно красота. Значит, слушайте. Все, конечно, чистые. Абсолютно. Аудитория у нас добрая, на самом деле. Абсолютно. Прекратите переживать, все хорошо. Всегда трудно выступать первый раз перед новой аудиторией и первым открывать семинар. Могу сказать по-честному, Маргарита Бедросова не любит выступать. Она вас пропустила. Перестаньте, все классно. Значит, дальше нужно